я хочу рассказать вам о велопоходах в целом, то есть как это организовать, как начать, как в них ездить, что вообще в велопоходах делают. Понятное дело, что здесь люди уже неоднократно встречались с походами, с пешими, со сплавами, то есть какая-то часть информации будет для них уже известна, но какая-то часть, касающаяся велосипедной тематики, она будет, безусловно, интересна, надеюсь. Итак, начинаем. Вообще велотуризм зародился очень-очень давно, грубо говоря, 140 лет назад. Первое в истории России велопутешествие произошло, это было Петербургское велосообщество, представляете, они проехали почти 300 километров, то есть это, так сказать, основа всего велотуризма в России. Далее, в начале 1911-13 годов, один товарищ, Анисим Петрович, он совершил кругосветку на велосипеде. То есть, представляете, это было столько лет назад, и он, тем не менее, успешно проехал вокруг света на велосипеде. Это был очень знаковый момент, то есть, который дал толчок всему велотуризму. И основная волна, вторая волна, вторая и третья волны, это довоенные годы, когда производство велосипедов поставлено было на широкую ногу, и это было основным транспортом в Советском Союзе, в России. И также 70-80-е годы, это уже современный велотуризм, можно сказать, когда это начало активно развиваться, появились спортивные общества, туристические общества, клубы путешественников. И примерно с этих дат велотуризм приобрел форму, которую мы сейчас знаем, которая для нас привычна. Дальше. Не будем особо на истории останавливаться, за исключением одного момента. Есть интересная, знаменательная такая фишечка. 4 ребят из Якутска в 80-м году поехали на велосипедах в Москву, на Олимпиаду. То есть это был очень знаковый момент, когда они собрались на старых велосипедах, понятное дело, это были дорожные обычные велосипеды. Они собрались и просто вчетвером поехали в Москву своим ходом из Якутска. Нам удалось несколько раз повстречаться, мы познакомились с одним из участников, это Станислав Лукашевич, он живет в Кангаласах, жил, по крайней мере, мы с ним неоднократно встречались, общались, и он от первого лица рассказал, какие были сложности, какие были моменты интересные, то есть велопробег Якутск-Москва, это даже по современным меркам страшно представить, а в те годы это было очень эпично, очень здорово, и прям вот это одна из самых грандиозных видов туризма Якутии. Да, были еще, конечно, грандиозные походы, но вот это, я считаю, через всю страну подвиг для 80-х. Да, они доехали, все в порядке, там были очень много приключений, вкратце это в книге про спорт Якутии указано, но вот такое событие имело место быть, и это очень круто. Дальше едем. Итак, велосипедный туризм разделяется на некоторые категории. Цивилизованный велотуризм – это для тех, кто любит полегче. Это когда мы едем на велосипеде налегке, заезжаем в какой-то кемпинг, где готовое место под палатку, готовые дрова, кран с водой, спокойненько отдыхаем, либо в мотелях, либо в палатках, не переживая за костер, за питание, и едем дальше. Это в основном используется в центральной части России в последнее время, но, как правило, это зарубежный вид туризма, то есть это Европа, она вся покрыта сетью велодорожек, и там цивилизованный велотуризм, он просто, сам собой напрашивается. Это очень просто, но тем не менее комфортно, и большие расстояния можно преодолевать. Спортивный категорийный туризм – это так же, как все основные виды туризма, как пеший туризм, как сплавы, имеет свои категории сложности, которые зависят от набора высоты, от расстояния, от препятствий, от километража, то есть, в общем, так же, как и во всех остальных туристических направлениях, есть спортивный велотуризм. Безусловно, там разрядность, свои книжечки, это все тоже присутствует. И экспедиционный туризм – это самый интересный вид туризма, это когда человек просто едет для души, чтобы посмотреть что-то. Это может быть достичь какой-то точки интересной, может быть просто прокатиться по стране, по какому-то региону, по каким-то там определенным маршрутам. Экспедиционный туризм, он не обязательно экстремальный, то есть это может быть и вполне простой, человек может ехать просто по дорогам, но тем не менее не гнать, как в спортивном, вести все с собой на автономе, чтобы он мог где угодно ночевать. Вот, добрый вечер. Человек с гитарой. Экспедиционный туризм – это самый чаще встречающийся на территории нашей страны велотуризм. Хотя, конечно, безусловно, есть и комбинированные виды, это когда человек едет часть маршрута на велосипеде, затем на поезде, на автобусе, на самолете, зимний экстремальный туризм и так далее. То есть даже есть гонщицкий велотуризм, это когда люди максимально быстро из одной точки в другую должны попасть. Это все попадает под категорию велотуризма, если это связано с перемещением в пространстве. Далее двигаемся. С чего начинается планирование путешествия? Конечно же, с маршрута. То есть вам нужно выбрать регион, выбрать маршрут в этом регионе,
какую-то локацию и время года. Это очень важно, потому что во многих регионах туристические маршруты доступны, скажем, только летом, либо осенью, либо зимой, наоборот, да, если это мы говорим про лед Байкала, скажем, и так далее. То есть выбор региона – это основа всего велотуризма. Куда вы поедете и когда вы поедете. Чтобы добраться до точки старта, чаще всего используется заброска. Понятное дело, что на велосипеде доехать до старта и потом еще дальше проехать 5000 километров и вернуться своим ходом, это займет очень много времени. Особенно если мы также удалены, как, например, в Якутске, да, то есть чтобы покататься по Крыму, необходимо будет, конечно, туда долететь, добраться, то есть своим ходом ехать это совсем не вариант. Варианты заброски и выброски, возвращения – это очень важный момент, потому что здесь можно сэкономить кучу времени, сэкономить кучу денег, если правильно на них остановиться. Для велосипеда оптимальный вариант заброски – это поезд, если есть железная дорога. Если хочется быстро и дорого, то, конечно, это самолет. По пригородным маршрутам можно добрасываться на автобусе или на автомобиле. То есть, если вы планируете съездить на Еланку на пару дней и неохота пилить по Покровскому тракту, да, можно доброситься на автобусе до Соколовка, например, до Покровска, и там уже по самым интересным местам прокатиться, также и вернуться. То есть это нормально, варианты заброски присутствуют во многих видах туризма, и велосипедном тоже. Описание маршрута, это, конечно же, вы должны составить, сколько дней, сколько километров в день, какой набор высоты, сколько у вас планируется бродов, сколько ночевок, где могут быть точки схода с маршрута. То есть, в принципе, вот этот пункт, он так же, как и во всех видах туризма, используется и в велосипедном туризме. Различий практически нет. Формирование команды – это вообще отдельный пункт. Дело в том, что велотуризм, он подразумевается на одиночный и на командный. То есть мы на этом чуть попозже остановимся. Можно ездить одному, есть свои плюсы, можно ездить командой. Это мы немножко попозже рассмотрим. И подбор снаряжения – это то, что вам понадобится, исходя из предыдущих пунктов. То есть от региона, в зависимости от времени года, от вариантов заброски, конечно, ваше снаряжение будет разным. От длительности маршрута, сколько дней, какая там температура планируется, это все будет влиять на подбор снаряжения. Когда вы вот эти основные пунктики для себя наметили, можно смело выдвигаться в дорогу. Чем хорош вообще в целом велопоход, велосипедный туризм? То есть часто его сравнивают с другими видами туризма, ну типа вот вы на велосипедах, это же геморрой, да, с ним таскаться, это же устаешь. А на самом деле он, безусловно, более быстрый, чем пеший. То есть когда мы идем по дороге пешком, либо по каким-то лесным тропинкам, дорожкам, на велосипеде ехать быстрее и приятнее. То есть средняя скорость передвижения на велосипеде по пересеченной местности это может быть 15 км в час, 10 км в час, даже 20 км в час, а по дорогам с хорошим покрытием порядка, ну даже может быть 25 км в час, что гораздо быстрее, чем пешеходный. Более проникабельный, чем автомобильный. Что же это значит? Когда мы едем на машине, мы упираемся рано или поздно в какую-то точку, куда машина не может уже проехать. Оставляем машину, идем пешком, или где-то паркуемся и дальше двигаемся там на лодках, на чем-то другом. То же самое, но на велосипеде вам не понадобится где-то думать о сохраненности машины. То есть вы просто едете, и в то время как все джипы стоят просто по уши в грязи, или легковушки на парковках, вы просто продолжаете движение. То есть велосипед в любом случае он проедет там, где не проедет ни один другой вид транспорта. При плохом раскладе, если дорога закончилась, то, вот, как показывают девочки, можно велосипед просто взять на себя, на плечо и его унести. То есть это не лошадь, которую придется тащить, это даже не мотоцикл, это просто такое средство передвижения, которое можно легко нести на себе. Безусловно, польза для здоровья, впечатления и демократичность, доступность этого вида спорта, вида туризма, они налицо. То есть мы двигаемся на свежем воздухе, мы напрягаем мышцы, то есть мы работаем уже на кардио, на свою нагрузку. Но, скажем, сразу забегая вперед, что похудеть на велосипеде невозможно. Многие садятся на велосипед в надежде, да, покатаюсь лето, я похудею, классно, супер. Нет, друзья, на велосипеде вы не похудеете. Вы накачаете ноги, но похудеть не получится, потому что после того, как вы провели 2-3 дня в походе, все равно захочется кушать. Захочется кушать много и всяких вкусняшек, тортиков, мороженого, кока-колы. Это вот просто неизбежно восполнение своего пищевого, так сказать, минимума. То есть велосипедный туризм не для похудения, он для получения впечатлений. Мы видим больше, нежели мы ехали бы на машине. Мы наблюдаем за какими-то природными красотами вживую, не через стекло, не через какие-то там иллюминаторы, то есть мы можем это видеть вживую. Захотели, остановились, сфотографировали.
То есть это огромное преимущество по сравнению с автомобильным туризмом, например, или с пешим, когда наша цель просто идти. На велосипеде мы располагаем запасом времени и, соответственно, впечатлений можем выловить гораздо больше. То есть велосипедный туризм – это одна сплошная польза для здоровья. Есть, да, много об этом можно говорить, но вот поверьте, велотуризм он просто крайне полезен. Свежий воздух даже элементарно. Дальше. На чем поехать? Самое основное, что задается, вопрос, который в первую очередь задают люди, могу ли я поехать на таком-то велосипеде, на чем лучше ехать и так далее. Ответ прост. Ехать можно в принципе на любом велосипеде. То есть, опять-таки, возвращаясь к истории, мы видим, что люди много лет назад путешествовали на велосипедах, которые были совершенно не приспособлены для туризма. На сегодня огромный выбор велосипедов, и на чем ехать, это сугубо ваши предпочтения. Конечно, безусловно, определенные виды велосипедов, они будут комфортны в передвижении. Скажем, дорожный велосипед, он изначально рассчитан для длительных передвижений. Это колеса 28 дюймов, это крылья, это багажник, это удобная рама. То есть они в основном для туризма и предназначены. Также хорошо подойдет МТБ. МТБ это горный велосипед, mountain bike. Это 90% велосипедов, которые вы видите в городе, это МТБ. Они с амортизационной вилкой, очень комфортно ехать по бездорожью. И достаточно широкие колеса, они просто идеальны для пересеченной местности и для асфальта. Так сказать, кроссовер в мире велосипедов. Гревелы, туринги, шоссейные велосипеды больше подходят для дорог, которые имеют хорошее покрытие. То есть шоссейный велосипед, понятное дело, это мы двигаемся по асфальту, если у вас маршрут проложен из Москвы в Питер, например, да, по велодорожке. Гревел, туринг, это если у вас покрытие дорог, может быть, гравийное, может быть, где-то грунтовка, где-то элементы асфальта, то есть они не для жуткого бездорожья. Складные велосипеды тоже годятся для туризма, но это больше речь о цивилизованном туризме, когда мы много не везем, с собой бутылочку воды, рюкзачок, и человек поехал там из Москвы в Рязань, почему нет. Электробайк набирает сейчас очень большую популярность, колеса двигателей, колеса моторы, аккумуляторы, это все в принципе да, способствует передвижению налегке, но в случае, если мы куда-то забрались в дикие какие-то дебри, и у нас сел аккумулятор, электробайк становится обузой, ведь аккумулятор весит очень много, колесо мотора весит достаточно хорошо также, таскать его уже совсем будет непросто. То есть электробайк, опять-таки, от поездок от розетки до розетки, грубо говоря, да? Это мы говорим, но не о наших якутских просторах однозначно. Уницикл, я его выделил отдельно, потому что в Якутске есть один товарищ, Роберт, он организует замечательные велосипедные туры, при этом сам ездит на велосипедах. Может быть, вы видели, пару лет назад он активно катался в городе, одно большое колесо, и он такой с туманом выплывает зимой, и все в шоке. Да, такое есть, но он практикует, прям вообще супер молодец. Тандем – это велосипед, на котором можно ехать вдвоем. Не так давно один из путешественников, Егор Ковальчук, вместе со своей девушкой на тандеме проехали по Кавказу, грубо говоря. Да? То есть тандем – это один велосипед на двоих, очень удобно, но опять-таки есть ограничения по дорогам. То есть на тандеме сложно месить грязь, сложно брать какие-то броды, высокие какие-то подъемы крутые, но в целом для большинства дорог тандем интересен и командная работа здесь работает на 300%. Вот в общих чертах так, но все в основном ездят на МТБ либо на гревелах. Это вот тенденции, такие, так сказать, веяния последних лет. Если у вас велосипед горный, либо гревел, либо дорожный, в принципе, можете отправляться в поход без проблем. Дальше. Конечно, байк нужно снарядить. Самое основное – это багажник, то, что ставится на велосипед, и на багажнике мы везем все наше снаряжение. Велосумка устанавливается на багажник, и туда складывается палатка, спальник, продукты, запчасти, все остальное. Без этого никак. Велоштаны – это как раз есть велосумка, которая монтируется на багажник, представляет собой такой в виде штанов рюкзачок. Это однообъемный. Так сейчас стало популярно такое направление, как Да-да-да. Когда много мелких сумочек навешивается на руль, под седло, под раму и так далее. Это в основном, в европейской части России развито. Здесь у нас на Дальнем Востоке как-то не прижилось. Что касается палатки, спальника, коврика, пенки, понятно, что для туристов, которые здесь собрались, это элементарные вещи. Тут все просто. Чем компактнее, легче и надежнее снаряжение, тем будет лучше вам спать, комфортнее в нем находиться и так далее. То есть это применимо для всех видов туризма, в том числе для велосипедного тоже. Единственный момент по палаткам, это многие рекомендуют брать
палатки с большим тамбуром, чтобы в случае непогоды можно было затащить туда велосипед. Ну вот, я не знаю, конечно, да, бывает такая любовь к велосипеду, но прям чтобы затаскивать его в тамбур, но я такого не видел. То есть, вот, но тем не менее рекомендация, когда опытный путешественник встречается, что у вас, если тамбур велосипед не покрывает, то все, вы пропали. Ну, я не знаю, как это. А фонари при велосипедном туризме, они более желательны, более обязательны, чем при других видах туризма, потому что мы перемещаемся с вами по дорогам. Какие бы ни были дороги, на них встречаются автомобили, какие-то транспортные средства, люди, фонари – это основа безопасности велотуризма, мы про них чуть позже поговорим. GPS-навигатор, велокомпьютер – это, по сути, устройства, которые позволяют нам проложить маршрут и следить за ним. Наша скорость, время, расстояние, набор высоты и так далее, то есть это тоже применимо ко многим видам туризма. А вот велорюкзак – это отдельная тема для походов в радиальные какие-то выходы. То есть у вас должен быть небольшой рюкзачок за спиной, чаще всего в него ставится гидратор с трубочкой, чтобы можно было тут же пить, полоскать рот. Велорюкзак, он либо для совсем коротеньких походов, либо вот для радиалов очень-очень полезная штука. Флягодержатели устанавливаются также на велосипед. Фляги нужны для того, чтобы мы могли часто пить. Велопоход – это такое мероприятие, когда пить нужно почти всегда. И без удобного флягодержателя, когда вы на ходу можете снять флягу, попить и поставить обратно, будет не совсем комфортно каждый раз останавливаться, то есть давать бутылочку из рюкзака – это не то. Поэтому фляги и флягодержатели – это основа любой поездки, даже городской, мне кажется. Велосумки, вот про которые мы, кстати, говорили, под раму, на руль, под седло, их может быть много мелких, если вы знаете, где что лежит. Если вам, чтобы найти, например, мультитул или ложку, нужно перелопатить все сумки, это не вариант, да? То есть лучше по карманам тогда разложить. Велосумки, они очень здорово помогают на развесовку велосипеда. То есть идет равномерная нагрузка на руль, на центральную часть, на заднюю часть. Таким образом, управляемость может быть лучше гораздо. Крепление для гаджетов на руль – это тоже такой нюанс именно велотуризма, потому что навигатор доставать на ходу из кармана не совсем удобно. Есть очень много креплений для телефона, для компьютера, для навигатора на руль. Это если хотите, чтобы все было у вас перед глазами. И велобахилы для грязи – это обычные гамаши, обычные бахилы, просто в них в подошве есть прорези для контактных педалей, чтобы можно было пристегнуться к педалям и ехать в этих бахилах, не боясь того, что обувь у вас намокнет. Велоодежда. Вот как раз про контактную обувь поговорим 2 минутки. Это та самая обувь, которая пристегивается к педалям. То есть обычная педаль у нас как платформочка, мы на нее давим и едем. Контактные педали – это когда в совокупности в паре с контактной обувью они пристегиваются ботинки к педали, и мы делаем полный оборот, полный цикл, не отрывая ногу от педали. Очень полезная вещь, но достаточно опасная по неопытности, потому что не удастся быстро выставить ногу и опереться на нее в случае, если нужно остановиться либо упасть. То есть контактная обувь и педали используются в основном в велоспорте, либо туристами, которые достаточно уже опытные. Яркая велофутболка – это просто основа основ, то есть одно из основных правил велосипедиста, а вообще не только туриста. Велосипедист должен быть заметным на дороге. То есть яркая светоотражающая одежда повышает вашу безопасность прям очень сильно. Особенно, когда вы двигаетесь в темное время суток. То есть велофутболки, они поэтому и делаются яркими, со светоотражайками, вы, наверное, обращали внимание. Вот это вот нужно обязательно учесть. Кроме того, материал велосипедной одежды позволяет выводить влагу, не намокать, не мяться, он достаточно прочный, дышащий. Вот это важно учесть при подборе одежды. Нельзя просто взять и поехать там в водолазке, в поход, потому что будет некомфортно. А шлем, это до недавнего времени люди боялись носить шлемы. То есть, я буду стрёмно выглядеть в велошлеме, что за глюк. Конечно же нет. Шлем – это самая основная штуковина, которая обеспечивает нам защиту головы. Если вы уверены в себе, вы не падаете, например, это одно. Но есть масса других людей, которые могут, водителей, других велосипедистов, животных, которые могут вам немножечко навредить. То есть шлем всегда нужно носить. Это вот основа основ. Перчатки для велотуризма, они снабжены гелевыми вставками, чтобы было удобно держаться за руль, чтобы они амортизировали на кочках. Избегать потертости помогают они. И перчатки, они все-таки защищают руки при падении. То есть там обычно вставочки бывают. Это тоже крайне желательный атрибут. Защитные очки при движении на велосипеде также очень нужны, так как от встречных машин могут отлетать камешки. При движении на большой скорости могут попадать в глаза насекомые, какие-то
какие-то веточки при движении по лесу, то есть они не сколько для защиты от солнца, сколько от внешних факторов. То есть да, поэтому велоочки, например, они бывают желтые, либо просто прозрачные. То есть они просто защищают глаза, ну и от солнца, естественно, тоже сменные линзы вам помогают. Сигнальный жилет — это как яркая велофутболка. В последние годы это стало обязательным требованием для водителей всех транспортных средств. И велосипед, так как он является транспортным средством, это не исключение. То есть сигнальный жилетик наденьте на темную черную футболку, черную куртку, на пуховик, вы стали заметнее в разы. То есть это крайне полезная вещь. И есть еще такое понятие, как велопамперс, который надевается как памперс, и по нему много есть мнений, ну, точнее, два мнения, что это все фигня и что это полезная вещь. Памперс, он не значит, что в него можно писать. Велопамперс просто отводит... В смысле, а кто-то писал, что ли? Нет, он не для этого вообще. То есть он для того, чтобы отводить влагу, которая появляется при... То есть некоторые, многие написали, я смотрю. Когда потеешь, скапливается влага, и вот он для вывода этой влаги, чтобы избежать огрелости, натертостей, служит. То есть, ну, наверное, можно пописать, я не знаю, но как бы нежелательно. Вот велопамперс для того, чтобы не натиралась при длительном походе влажная пятая точка. Дальше. Вот мы вернулись к команде. Это уже почти заканчивается презентация, не переживайте. Либо мы едем командой, либо едем в одиночку. Плюсы и минусы одиночного велотуризма. Основной плюс одиночного велотуризма — вы ни от кого не зависите. Захотели — поехали, захотели — остановились, захотели — проснулись в 9, захотели — в час. Вас никто не держит, вас никто не стесняет, вы едете в свое удовольствие, наметили себе план по передвижению, все, двигаетесь согласно этому плану, захотели — уехали вообще домой, да, или остановились, там пиво попили. То есть вот в этом плюсы независимости. Но, конечно же, есть и минусы. Минус одиночного велотуризма — это, во-первых, ну, тупо скучно. То есть вам не с кем поговорить 5 дней, это, ну, для экстравертов, да, наверное, не знаю. Но вот самый основной минус, я считаю, что когда один едешь, это, ну, даже переброситься парой слов нет. Кроме того, вопросы безопасности. Если что-то случается, не дай бог, человек упал и сломал ногу, и один такой лежит в канаве, да, и помощи ждать неоткуда, это не очень хорошо. Либо сломался велосипед, либо что-то случилось со снаряжением, и одному с этой проблемой справиться невозможно. То есть, как вы понимаете, одиночный велотуризм — это чертовски опытные люди, велотуристы, которые прям вот прожженные такие, и они принципиально ездят в одно лицо, чтобы никого не задерживать и чтобы никого не ждать. Вот здесь уже вопрос. Ну, начинать, конечно, лучше в команде. То есть, если кто-то начинает велотуризм, лучше, конечно, ездить не одному, а с кем-то. Техническое обслуживание велосипеда — это опять-таки сказывается вот на одиночном велотуризме. Если вы прекрасно разбираетесь в технике, вы можете велосипед настроить, отремонтировать подручными средствами, да, не вопрос. Но, как правило, есть какие-то моменты, когда нужна помощь второго, третьего, четвертого человека. Это тоже вот один из нюансов одиночного велотуризма. И медицинское обслуживание. То есть, когда человек едет один, да, безусловно, он знает все свои болячки, он взял себе там аптечку базовую, и все, он доволен. Но, тем не менее, когда едет команда, в команде есть, например, врач, медик, и у него аптечка на все случаи жизни, и можно друг другу помочь хотя бы на носилках, двое могут унести одного, безусловно, в команде с точки зрения здоровья может быть ездить все-таки поприятнее. Но команда накладывает свои нюансы. То есть в команде должны быть четко распределены роли. Должен быть руководитель похода, который отвечает за маршрут, отвечает за ночевки, за километраж, за все остальные нюансы похода. Должен быть замыкающий, который едет в конце, это самый опытный велосипедист, который в случае чего добивает отставших людей. Это тоже очень важно. Но на самом деле он помогает им, если что-то случилось, то есть у него набор лекарств, набор инструментов, и он может помочь тем, кто по какой-то причине отстал от группы. Завхоз отвечает за закуп продуктов, за готовку еды. Ну, это повар вообще, но завхоз иногда тоже. То есть завхоз — это человек, который, ну, второй после руководителя. Механик обслуживает велосипеды команды, то есть есть специально выделенный человек, у которого набор инструментов, и он просто знает, что, как отремонтировать. По практике, кстати, именно у механика чаще всего велосипеды ломаются, то есть это такая фишка походов. Медик — это понятно, что в любом походе должен быть. Фотограф, если мы хотим впечатления, и рассказчик анекдотов — это на пикнике, на биваке, да, то есть вечером у костра, без этого тоже никак. Кроме того, двигаться в группе — это интересно, можно пообщаться, это весело, это есть кого попросить пофотографировать. То есть, вот, например, я за командный велотуризм,
но это вот мое мнение, я не езжу, когда там один, вдвоем нет. То есть команда это всегда интересно и всегда весело. Что касается проблем, которые могут возникнуть у нас в велопоходах, самая частая поломка в велопоходе какая, как вы думаете? Да, самая частая поломка это прокол. Прямо по статистике прокол это чаще всего происходит даже в городе, не говоря уже про велопоход. Для этого мы везем с собой просто запасную камеру, велоаптечку, и она устраняется достаточно просто. А вторая по частоте поломка, кто-нибудь сможет сказать? Цепь. Нет, цепь это нет. Вторая по частоте поломка, это вообще банально, это когда рвется тросик на велокомпьютере. Если у вас проводной велокомпьютер, это вообще не критичная поломка, но она часто встречается, когда продвигаешься через лес. А цепь это относится к износу. Конечно, велосипед это механическое транспортное средство, и такие вещи как покрышки, цепь, тормозные колодки, тросики, они изнашиваются. Поэтому перед большим походом обязательно нужно проверить состояние цепи, не растянулась ли она, состояние покрышек, не появились ли протертости, состояние тормозных колодок, работают ли они, взять с собой запасные. То есть износ будет в любом случае, и чем хуже погодные условия, тем больше износ. То есть при 2 дождливых днях цепь может растянуться так, как, например, за месяц езды по обычным условиям, не влажных. Что касается цепи, также очень важный момент, ее нужно смазывать. Смазывать цепь нужно постоянно, не то чтобы чем больше, тем лучше, но лучше ее перемазать, чем недомазать. Это движитель всего вашего велосипеда. Если порвалась цепь или ее заклинило, то вы не сможете ехать. Поэтому основное внимание уделяем цепи. Ее нужно смазывать через каждые, грубо говоря, 100-120 километров, либо по состоянию, как она заскрипела, засвистела. Вот, может быть, видели, в городе идете, и какой-то велосипедист мимо проезжает, он говорит, вот это прям печаль, вот я тут вижу, да, не поднимают руки. Вот смазывать цепь это самое основное. Конечно же, вам понадобится с собой базовый набор, если вы выехали даже просто за город на дачу. Это велоаптечка, где заплатки для камеры, это насос, чтобы подкачаться, шестигранник, выжимка цепи, чтобы снять и поставить цепь обратно, различные инструменты для съема всяких штуковин, камеры запасные, покрышки берутся в сложные походы, если каменистая какая-то предстоит тропа, скажем, да, и основные какие-то базовые запчасти, переключатели, может быть, там что-то еще, что может понадобиться, спицы, часто ломаются, да, при нагрузке. То есть не выезжать из дома хотя бы элементарно без запасной камеры, насоса и шестигранника. Мультитул, набор шестигранников бывает. Вот это то, что нужно таскать вообще с собой даже по городу, на мой взгляд, не говоря уже про поход. Дальше. Взаимодействие с внешним миром, это самый интересный момент, потому что когда вы перемещаетесь где-то в пространстве, по местности, конечно же, у вас возникнет контакт с чем-то. Во-первых, с водителями. Чаще всего велосипедистам, велотуристам встречаются водители. И здесь нужно быть очень-очень аккуратным, потому что когда вы едете по федеральной трассе, по каким-то даже второстепенным дорогам, в любом случае будут попадаться машины. Здесь самое главное очень четко следовать правилам дорожного движения и стараться не попадаться под колеса, скажем так. Да? То есть это мы все знаем и по городу, но в велопоходах иногда в каких-то диких местностях бывают совершенно дикие водители, и здесь нужно быть очень внимательным. И местные жители, которым очень интересно посмотреть, кто же там приехал, кто же там поставил палатки недалеко от их деревни, нет ли у них денежек или водки, или еще что-нибудь. То есть местные жители это прям отдельный такой пласт людей, которые подразделяются на хулиганов, на чебришек. Бандиты-террористы это в Египте, да, то есть велопоходы в Египте, там похищают велотуристов и так далее, это прям жесть жесточайшая, но в России это неприменимо, хотя может уже и применимо. Чаще всего могут попадаться хулиганы, это даже в городе, в принципе, попадается, в пригородах. Но здесь, если вы едете командой, опять-таки плюс командного велотуризма, то хулиган, он 1-2, он, как правило, увидев несколько накачанных людей веселых, он просто не рискнет подойти. Хуже всего ЧПИ. ЧПИ это, кто-нибудь знает, что такое ЧПИ? Сейчас вы знаете хоть что-то. ЧПИ это человек при исполнении. Это может быть милиционер, это может быть пограничник, егерь, какой-нибудь товарищ, который наделен какими-то полномочиями, и ему нужно подойти обязательно к вашему месту ночевки и что-то предъявить. То вы нарушили границы заповедника, то здесь вставать нельзя, разжигать костры нельзя,
нельзя вообще ездить, кто вы такие и так далее. Здесь очень сложно договориться, потому что люди, наделенные властью, они бывает, что принципиально хотят вас раскрутить либо на деньги, либо себя как-то за счет вас возвысить. То есть были моменты, когда, например, в походе по Грузии мы спокойно ставили лагерь, проезжая мимо поста егерей, ночевали, а утром в 7 утра, пока мы еще спали, приходили люди: здравствуйте, вы на охраняемой территории, платите штраф. А вот вчера, например, вечером мы были не на охраняемой территории, то есть они дождались, пока мы поставили лагерь, и спокойненько утром сняли сливки, даже оштрафовали нас. То есть с этим не поспоришь. Также при пересечении границ национальных парков, при пересечении границ регионов, да даже просто элементарно человек вышел вне служебное время с корочкой, и он, велосипедист, и нормально заработает себе на пиво. То есть вот с такими людьми нужно вести себя очень корректно, очень деликатно, но исходя из ситуации. То есть люди при исполнении, они бывают страшнее хулиганов. И, конечно же, животные. Без животных никак невозможно, то есть велотуризм подразумевает передвижение по диким местам. Из животных хочется особо отметить медведей. Да нет, шутка, конечно, нет. Я не знаю ни одного случая, чтобы медведь прям съел велотуриста. Нет, да, такого нет. Хотя много мы видели и самих медведей, и следов их жизнедеятельности нет. Самые страшные для велотуриста это, конечно же, собаки. Собаки, они любят гоняться за велосипедами, даже были просто на ходу, прям они кусают за колеса, за ноги, это вообще прям жесть. Собаки небольшие, они тяжелые, то есть вот собаки это самое большое зло, особенно если они неконтролируемые. При встрече с собаками обычно необходимо спешиться, потому что ты встал на ноги, остановился, все, собака потеряла интерес. Когда ты едешь и пытаешься уехать от собаки, это вызывает у нее бурю агрессии, и она будет до упора за тобой гнаться. То есть спокойненько остановились между собой и собакой, поставили велосипед, простояли или под прикрытием велосипеда, можно потихоньку двигаться. Как правило, собака теряет интерес, если вы просто остановились, не стоит их кормить, конечно, хотя тоже, вот, говорят, можно делаться кусочком колбасы. То есть собаки это одно из самых страшных зол, даже в жилой зоне. Особенно, когда вы приезжаете в деревню, деревенские собаки, охраняя свою территорию, могут так наброситься, так покусать, что прям придется до медицинской помощи. И, конечно же, насекомые. Все наши любимые насекомые – это комары, оводы, это клещи, это различные скорпионы, в экзотических странах. Это все очень неприятно, и вдвойне неприятно то, что они переносят болезни различные, малярия, да, то есть, хотя тоже такое редко случается, выезжая в какие-то экзотические страны, понятное дело, мы ставим прививки, даже от клещей мы ставим прививочки, но тем не менее комары, оводы и какие-то вот эти вот кровососущие насекомые, они могут доставить неприятность и во время движения, и уже на стоянке. Причем спрей от комаров, люди такие: да, классно, мы возьмем с собой спрей для комаров, но когда ты двигаешься на велосипеде, попшикался, и какой-то небольшой подъем или жара, ты просто потеешь, и этот спрей, он у тебя через 2 минуты просто стекает в памперс, да, что называется, и он бесполезен. То есть вот комары это очень жестоко. И климат-контроль, это понятное дело, если вы планируете велопоход в июле, куда-то по странам Средней Азии, то здесь, да, нужно, чтобы ваш организм был просто к этому готов. Еще очень важный момент, нужно, конечно, соблюдать различные традиции, менталитет каких-то территориальных зон. Например, в исламских странах, понятное дело, что в велолосинах, облегающих таких, да, знаете, бывают спортсмены, лучше не ездить. То есть где-то даже если вы пошли в радиалку, у вас из одежды только велосипедные обтягивающие шорты и с голым торсом, тоже не вариант во многих странах. То есть здесь нужно изучать, смотреть культуру стран, регионов, куда вы двигаетесь. То есть даже, например, дружественные страны, Грузия, Абхазия, там есть свои нюансы. Не говоря уже о посещении каких-то там мечетей, достопримечательностей, здесь нужно знать, и это желательно соблюдать. Это применимо вообще ко всем видам туризма. Дальше. Вот особо по правилам хочется уделить внимание. Дело в том, что велосипед, так как является транспортным средством, мы должны с вами двигаться по правилам. И это очень важно. Каждый год происходит множество случаев, когда люди страдают, гибнут на велосипедах только из-за элементарного несоблюдения правил движения. То есть, во-первых, конечно же, двигаться мы можем либо по велосипедной, велопешеходной дорожке полосе для велосипедистов. А что это такое, спросите вы, да, потому что в городе у нас нет. И правильно, потому что у нас их практически нет. По правому краю проезжей части, это 99% перемещения в России происходит. Аккуратно двигаемся по правой стороне, как можно ближе к краешку дороги, не создавая помех машинам, пешеходам и так далее.
По обочине можно двигаться, если дорога прям совсем узкая, и вам нужно ехать в направлении движения, то есть ни в коем случае не по встречной обочине, а по обочине, которая соответствует направлению движения транспорта. По тротуару пешеходной дорожке можно двигаться, но это скорее городское передвижение, то есть к велотуризму это особо не имеет отношения, но не считая городов. В городе, когда мы с вами ездим, да, можно двигаться по тротуарам, но очень аккуратно, конечно. Вот. По детям, по подросткам отдельная тема, то есть, конечно же, есть требования определенные. До 14 лет нельзя двигаться по дороге, нельзя перевозить пассажиров и так далее. Это все есть правила движения. Просто я к тому, что перед большим каким-то походом, хотя бы те пункты, которые относятся к велосипедным правилам, имеет смысл прочитать. Дальше. И опасности. Опасности, которые могут нас подстерегать в велопоходе, это не связанные с внешним миром, это опасности, которые исходят от нас самих. Потеря бдительности – это очень важный, часто встречающийся момент, когда человек, скажем, монотонно едет по дороге по асфальтовой 3 дня, и тут они сворачивают на грунтовку или на какую-то песочную трассу, и человек падает. Все потому, что он просто привык ехать по асфальту час, 2, день и так далее. И вот здесь происходит такая поломка его бдительности. Кроме того, человек оказывается не в городских, а в каких-то природных условиях, где тоже может просто растеряться. Или, скажем, прошло там 4 дня, человек уже, да, такой, я крутой турист, там рубит дрова, спокойно там разговаривая параллельно по телефону, бах, я отрубил себе палец. То есть расслабляться в этом случае нельзя. Еще частый момент, это когда какой-то сложный участок пути, скажем, преодолели подъем или какой-то брод, и человек такой, да, все, самое сложное позади, теряет бдительность, и тут бах, там каменистая тропа, канава, и он просто падает. То есть в велопоходе, при движении на велосипеде нужно всегда не терять, стараться не терять бдительность, потому что все-таки мы двигаемся с вами на транспорте. Человеческий фактор – это выше обозначенные хулиганы, различные товарищи, которые могут нам помешать двигаться, но также и может быть внутрикомандный человеческий фактор. То есть вы поехали впятером, и возникла некоторая несовместимость в команде. Но опять-таки это во всех видах туризма возникает, это решается просто скаткой. То есть предварительно перед большим походом группа скатывается, все друг с другом общаются, знакомятся и уже понимают, у кого какие слабые стороны, у кого какие там моменты поведения и так далее. То есть вот здесь лучше, вот это тоже. Глупость – это собственная глупость. Она, как ни странно, приводит иногда к плачевным последствиям. То есть, что это может быть? Например, едут все в поход, все взяли теплую одежду, а я такой не взял, потому что, по прогнозу же тепло, зачем брать теплую одежду, и от дождя что-то брать, зачем, если обещали солнечную погоду. И тут бах, ливень, все, вот элементарный пример глупости индивидуальной. Или, скажем, командная глупость, это когда приехали люди на стоянку, и кто-то такой, у меня день рождения, давайте сперва отметим, а потом будем ставить палатки. Это тоже не нужно так делать на самом деле. Проблемы со здоровьем это очень индивидуально, то есть перед походом нужно, конечно, знать свои болячки, и в случае группы надо знать болячки других людей. То есть если сердечники, если кто-то, кто страдает какими-либо заболеваниями, требующими медикаменты с собой постоянно возить и так далее, то есть этот момент оговаривается обязательно, обсуждается с руководителями. И крутим правильно, это очень такой важный момент о педалировании. То есть когда мы едем на велосипеде долго, важно, чтобы мы не убили свои ноги. Это можно сделать только одним способом – правильно педалировать. То есть мы должны в общих чертах ехать без нагрузки. То есть когда мы чувствуем, что тяжело, давить нам стало совсем тяжело, мы переключаемся на передачу пониже. Если велосипед у нас многоскоростной, есть возможность повышать передачу или понижать передачу. Не надо ехать под нагрузкой, типа мы такие крутые, в голову заедем сейчас стоя. Это приведет потом к печальным последствиям. То есть просто ехать нужно комфортно в своем темпе и при правильной посадке. Правильная посадка для велосипедиста – это когда мы сидим на седле и педаль, опущенная в нижнее положение, 6 часов позволяет ноге выпрямиться полностью. То есть когда она почти полностью выпрямлена нога или чуть-чуть согнута, вот это правильная посадка. Люди говорят, высоко, я же упаду, я же не достану до земли. Но велосипед он не для того, чтобы доставать до земли, он для того, чтобы правильно педалировать. Если вы сидите, нога у вас постоянно согнута, вот так вот работаете, это приведет к износу коленей, а это очень-очень плохо. То есть правильная посадка, правильное педалирование – это залог удачного велопохода. Климатические факторы, опять-таки, на них я остановлюсь, потому что планирование маршрута невозможно без
принятия каких-то условий в той местности, насколько там дождливо, насколько там грязно, насколько там планируется снег. От этого будет зависеть ваше снаряжение, вес велосипеда, вес рюкзака, в том числе и комфорт от поездки. То есть не надо ехать в тот же Египет, например, в июле, или там по Якутии путешествовать в декабре, в январе, да, если вы не экстремалы. То есть это такой важный момент. Вот. Про волшебную бумагу и как ей пользоваться рассказать вы умеете? Волшебная бумага, на самом деле, да, есть туалетная бумага, это нормально, но в данном контексте волшебная бумага – это какое-то официальное письмо. То есть, отправляясь в поход, вы составляете бумажку, например, от лица какого-нибудь туристического клуба, от лица федерации. Вот я знаю, здесь есть представители, кстати, Федерации велосипедного движения. Вот сидят ребята. Я думаю, походы, в которых будет письмо от Федерации велодвижения с подписями, с печатями, что да, вот группа туристов во главе с таким-то двигаются куда-то, просим оказать различные, там, ну не знаю, поддержку, помощь по мере возможности. Вот это позволит вам очень хорошо наладить отношения с человеком при исполнении, либо с администрациями каких-то поселков, поселений. Это здорово выручает. Например, однажды, когда мы загружали велосипеды в поезд, в вагон, проводники нам сказали: ребята, нельзя велосипеды, хотя они у вас в чехлах, нельзя загружать их в вагон вообще. То есть по определению вы должны там заказать багажный вагон и так далее. У нас с тобой была копия письма руководителя питерского велоклуба, начальнику там, РЖД по их области, и ответ этого начальника, что согласно статье такой-то велосипеды можно загружать, перевозить бесплатно железнодорожным транспортом. И мы развернули это письмо, показали, и тогда начальник поезда принял решение, что да, действительно, это же подпись РЖД, все можно. То есть вот буквально копия вот этой бумажки, она избавила нас от многих проблем. Таким образом, если вы едете куда-то далеко, возьмите просто письмо, элементарно велоклуб такой-то направляет там, людей таких-то туда-то по маршруту, просим помочь. Или официальное письмо с печатями. Любая печать, там, даже если у вас кружок или моделирование, она очень хорошо помогает при каких-то контактах с другими людьми. Эту бумажку нужно возить с собой, но не понадобится, как не понадобится. Но вот такие письма, такие справки, они крайне полезны на будущее. Так, по еде очень быстренько пройдемся по еде, потому что здесь все почти как в других походах. Велосипед должен есть часто, но по многу, это все знают, то есть нужно просто наедаться по полникам. Ну нет, шучу, конечно, нужно есть в меру голодания. То есть, во-первых, это должны быть перекусы с собой, то есть какие-то печеньки, яблоки, фрукты. Холодная еда, это если вы не планируете готовить, с собой можно взять консервы, бутерброды, фрукты. Потому что нам нужно в любом случае пополнять калории. Когда мы двигаемся, мы тратим энергию. Когда мы кушаем, мы набираем энергию. Без энергии мы не поедем. Все, замкнутый круг. То есть в любом случае нужно кушать. Горячая еда – это очень здоровская вещь в любом походе, когда можно на костре приготовить борщ, сварить там какой-то плов и так далее. Это, безусловно, к велопоходам относится тоже. Воды нужно пить и брать с собой больше, чем в обычном походе, потому что затраты у велосипедиста по воде, они обычно больше, чем в любых других походах. И резервный сникерс, это на случай, если вы оголодали, как это там правильно называется, да, гликемическое голодание, недостаточность, или что-то такое, вот это, нужно с собой пару конфеток в резервном варианте, они вас спасут. Кушать нужно красиво, то есть, чтобы было не с листа жести, да, а просто красиво подано, это поднимает настроение, каждый прием пищи должен сопровождаться позитивным настроением, ну, это везде, да, то есть, что я вам рассказываю, это вот, ну, жрать нужно нормально. Дальше. Вот, в общем-то, в целом все. Базовые какие-то моменты по основам велотуризма, вот можете сфотографировать, я потом скину слайд. Такой, так сказать, алгоритм подготовки к походу. Да, его можно сфотографировать, то есть вот здесь резюмированы эти моменты, про которые я сейчас вам рассказал. Дальше. Спасибо за внимание, меня зовут Евгений. И дальше, это не все было, кстати, это середина. И вот бонус, это велопутешествие за рубеж. Очень хочется этот слайд, ну вообще эту тему затронуть, потому что интереснее ведь ездить по другим странам. На самом деле, да, в России, в Якутии мы можем все посмотреть, но когда вы уезжаете за рубеж, есть некоторые моменты. Это, во-первых, конечно же, виза, и это сложности перевозки велосипедов. Во многих авиакомпаниях разные правила перевозки велосипедов. С прошлого года, кстати, компания Seven Сибирь, она разрешает бесплатно перевозить велосипеды как спорт-инвентарь. То есть раньше это относилось к сноубордам, лыжам, теперь можно велосипед перевезти совершенно бесплатно. Вот наконец-то это свершилось. То есть можно летать. И
соответственно, в другой стране вам нужно знать язык этой страны, особенности этой другой страны, валюту иметь и так далее. То есть перемещение в другой стране есть масса нюансов, ну, как и в прочих видах туризма, в общем-то, тоже. И что там у нас дальше? Да, на это стоит обратить внимание, это нужно запомнить просто обязательно. Шлем, светоотражающий жилет, перчатки, на велосипеде должны быть светоотражайки, звоночек, чтобы распугивать пешеходов, исправные тормоза, катафоты. Самая главная наша задача и в походе, и в городе, чтобы велосипедист был заметен, чтобы вас видели водители и пешеходы. Это очень важно, это прям вот основа безопасности жизни. Вот старайтесь ездить с таким ярким вот снаряжением. Далее, по правилам, конечно же, мы остановимся на правилах еще раз подробно, потому что правила, как вы знаете, не пока любимые, их нужно прямо вот соблюдать. Самое основное нарушение, чаще всего, которое возникает в этой жизни, это проезд зебры на велосипеде. То есть все мы знаем прекрасно, что переходить дорогу по зебре нужно спешившись. То есть когда мы катим велосипед вот, за руль. Мы проводили акцию «Спешка», когда мы просто ездили, показывали, призывали людей не переезжать переход, а просто переходить его. Ну, кто-то принимал это всерьез, кто-то нет, но когда вы видите, что человек переезжает, ну не поленитесь просто хотя бы сказать, особенно если это ребенок или подросток, что ну, дружище, что ж ты делаешь, ты же нарушаешь правила, спешься, пожалуйста. То есть это самое основное, что стоит отметить, что вот нарушают постоянно. Ну, по дорогам все просто, нельзя разворачиваться или поворачивать налево на дорогах, на дороге, которая имеет больше двух полос, ну, больше одной полосы, ну, двух, да, в смысле. И нельзя перевозить детей на багажниках, нельзя перевозить габаритный груз и так далее. Самое частое ДТП, кстати, вот, к слову, автомобильно-велосипедное, когда вот возникает непонимание водителя велосипеда, это когда вы едете на перекрестке прямо, а встречная машина поворачивает вот, ну, налево, да? То есть она, получается, пересекает вашу траекторию. Вот это очень частое ДТП, и здесь есть достаточно простой способ его избежать. Нужно просто наладить зрительный контакт с водителем. То есть вы друг напротив друга, вы смотрите ему в глаза, вы двигаетесь прямо смело, уверенно, не виляя, и он увидит, что по правилам вы должны проехать первым прямо, и вот он вас пропустит. То есть поворот налево встречной машины – это самое частое такое ДТП. А второе по частности, это когда вы едете, и машина от вас слева, и она поворачивает во двор, вы прямо легко бамс, и все. То есть вот это тоже очень часто встречающийся ДТП. Здесь больше зависит от водителя. Он не может оценить скорость вашу, поэтому если вы видите, что впереди какой-то въезд, поворот, двор, то лучше приостановиться, чтобы пропустить, дать машине повернуть направо. Вот эти два вида столкновения, это прям основа всего. Дальше что осталось еще у нас? Да, по передвижению мы уже поговорили, но еще раз запоминаем, что велодорожек у нас почти нет, велопешеходных почти нет, полос для велосипедов нет, то есть мы двигаемся с вами по правому краю проезжей части. Ну, вообще у нас ничего нет, да, но вот правая часть дороги, она есть везде. Вот по ней можно двигаться, если вам не больше 14 лет, и обязательно мы показываем сигнал маневра. У велосипедиста их 3 всего. Рука налево, поворачиваем налево, рука направо, поворачиваем направо, рука вверх – это стоп. Это нужно делать и в городе, так как мы таким образом ориентируем водителей о наших действиях, информируем, и особенно на трассе при движении группой, когда велосипедисты друг за другом едут, и тут такой ведущий резко поворачивает, люди просто не успевают среагировать, поэтому перед парковкой, перед заездом в магазин мы просто показываем, и вся группа понимает, что мы сейчас будем поворачивать. Или останавливаться, да, поднимается рука заблаговременно, и группа видит, что да, сейчас будет остановка, все скидывают скорость. Вот теперь почти все. Спасибо за внимание. Если что, будут вопросы, пишите, звоните. Надеюсь, что мы с вами увидимся на велодорожке. Спасибо. Спасибо. Да, вопросы у кого есть? Колесо спустило? А просто падаешь и все. То есть посередине дороги. Да, давайте, если что-то хочется еще. Да, вот на выдержке, еще раз, пожалуйста, откати, вот на, где путешествуете, там что-то такое было, где список всяких добрых дел. Контакты хотите записать? Пожалуйста, кому нужны контакты? Да, вот контакты, есть WhatsApp, есть Telegram, есть Instagram,
Вот Лиля позже расскажет про группу ВКонтакте, куда можно вступить. То есть, вот, если какие-то есть вопросы, давайте прямо сейчас я отвечу. Вопросов нет, это очень хорошо. То есть самый главный посыл: велотуризм это доступно всем, это достаточно несложно, для этого не нужно никаких особых навыков. Ни прав, ни каких-то лицензий, вы просто сели на велосипед и, в общем-то, поехали куда глаза глядят. Да? На 23 год планов много, но все зависит от обстановки в мире. У нас планируется очень большой поход на Колыму. Это с 15 июля на месяц, да, почти получается, будет поход до Магадана. До Магадана по Колымской трассе, он наборно открыт. В принципе, вот Лиля позже выступит, она немножко, может, в двух словах расскажет. Кто хочет на Колыму на велосипеде, ну это прям впечатление будет на всю жизнь. Да. Ты уже записался? Вот подойдешь, запишешься потом, да. На Колыму там 300 тысяч надо будет заплатить, и нормально все. Вот. И в целом еще есть план по походу по Монголии, но непонятно, как это получится с этим бешенством там каких-то сусликов, да, монгольских. Что? Первомай, да. И традиционное велосипедное мероприятие, на которое хочу всех заранее пригласить, это Велопервомай, который состоится, возможно, в Сибири, возможно, в Якутске, но анонсы будут позже, вот можно будет спрашивать. Все? Не буду больше задерживать, передаю микрофон дальше. Спасибо. Спасибо, мастер Нику. Сейчас выступает у нас Сергей Комков, писец. Евгений, ты самое главное не подчеркнул, что в велосипеде, так сказать, самое главное удовольствие – это то, что он дает вам чувство полета. Все хотят. Все лыжи. У меня тема благодатная. Вообще, сама, так сказать, сливки мы достались, это рассказать о походах с детьми. Как ни странно, наблюдая за нашим туристическим движением, ну, как правило, с детьми народу ходит мало. Что-то? Нет, переключи сначала на микрофон. Ну ладно. С детьми я начал таскаться из бухты-барахты. Кстати, у меня тоже какие-то навыки. Вообще я родился в поселке Уснера. Очень многие, кто там ходил на гору Афродиту или по Киселяхам, меня это окружало с детства. То есть я на эти горы смотрел, и мы уже начали там гулять по подсобникам. Помню первое впечатление, 6 лет, меня потащили в этот подсобник. Подсобник — это такой предгорье, у нас там название места называлось подсобник. И они дали мне копье, перо, сказали: ты будешь индейцем. Ну и с тех пор я в индейцев до сих пор играю. Мы уже где-то лет, помню, 11 или 12, мы, где Афродита с левой стороны, 2 раза уже успели бегать на вот эти ближние тихие ляги. Потом у меня батя был водителем, и он меня с собой брал в рейсы по Колымской трассе. Ну, для меня это тоже детские такие большие впечатления. Там сама трасса, и рыбалка, и Хариус. Я, кстати, кроме Хариуса больше ничего не могу ни на озере, ни нигде сидеть на полок вот этот смотреть. Вот. Это видео мое путешествие с моими детьми, дочка и 2 племянника. Им здесь по 13 и по 15 лет. Мы пошли на скалистый хребет. Ну, это тоже, конечно, не сразу мы туда пошли. Начал я их таскать с 3 лет, все постепенно проходили мои мелкие экспедиции, Бодума, Синяя, ну все по нарастающей. Это уже было горы из Папуа-Восточной страны. Вот это зуб дракона. Меня батя туда загнал, когда мне было 10 лет. Сфотографировал. Я как бы продолжил традицию тоже. Ну-ка вперед, лезь. На автобусе мы когда ехали, и мне нужно было высадить их на одном ручье, где-то километров
8 или 10 проехать и там заброску оставить катамараны, ну, и оставшуюся часть вещей. И там, конечно, может кто-то был из этих туристов, которые они ехали дальше, мы просто оказией с ними съездили. Они, конечно, офигели, когда я их выпнул с автобуса, говорю, я через 2 часа вернусь, здесь чтобы уже, ну, бивак, костер, все такое будет. И сразу такое молчание в автобусе повисло. Они, ну, с меня, конечно, немножко офигели, что я так где-то выбросил на дороге, сам уехал. Ну, это тоже... Это, как один товарищ назвал, мой метод воспитания, это метод здравого оптимизма. Ну, в плане того, что, в принципе, опасаться особо было нечего рядом с дорогой, то есть они костер сразу разводят, у них была собака, и я возвращаюсь, ну, через 2 часа, то есть как бы опасения минимальные. Но это с моей точки зрения, с их, наверное, что все-таки было, наверное, опасно. Ну, это как бы в них уверен и все такое. Мы там прошли по горам, искали водопады, по карте там, ну, немножко там не в тот отрог завернули, ну, тоже интересно погуляли очень. Ну, так. Я на вот этих средах присутствовал практически на всех. Я посмотрел, как, ну, в каких местах туристы ходили. Я так понял, что мы не хуже, ну, не лучше, там примерно в таких же условиях были. То есть для детишек 13 лет, то есть они нормально все это прошли. Вообще не знаю, почему. А собака сама залезла. Ну, за ошейник тащили, да, в таких местах, когда он не хотел. Ну, собаки это вообще отдельная тема в детских походах. Это очень удобно. Ну, во-первых, безопасность какая-никакая, хотя он может комнатный, но все равно медведя, наверное, как-нибудь почувствует. Ну, потом стресс снимает, веселье, ну, посуду помогает мыть. Собака такая. Хотя, как бы с собаками определенный гимор, то есть вот этот такой большой получился, и я за него отдельный билет покупал. То есть я не знал, что он такой вырос. Это как в том анекдоте. Сейчас найду, кто мне хомячка продал, да? Тоже думал, небольшой будет. Это вот скалистый хребет. Кстати, когда Цепанин тоже ходил. То есть там такие же скалы нормальные. Детишки что. Кстати, на этом где-то в возрасте 16-17 лет, я как понимаю, это уже предельный возраст для детского туризма, потом это им уже становится неинтересно, у них свои другие интересы просыпаются. И где-то, наверное, лет до 30 они уже не будут ходить. Потому что никто из них больше никуда не ходил. Там, по Дубаям, там, еще что-то. А самое это вот, конечно, ну, с мелкого и до такого, когда их можно чему-то там заинтересовать, все такое. Правда, музыки нет, там, ну, я этот фильм «Лоял», там, наверное, это самый первый фильм, последний, кстати, освоил видеопрограмму, сделал там, песни там какие-то накачал, я, наверное, месяца 2 фильм отмонтировал. Ну, сейчас как память, конечно, прекрасно смотреть. Что там дальше? Ну, давай, у нас этот. Мне интересно. Это какой год был? 13-й год, 10 лет потом добыл. А что ты был? Да, клиника, сейчас, конечно, клиники все похерили, хорошо успел все скопировать. Этот водопад называется водопадом Писа, который вы все знаете. Нет. Это Пост Писа, это тоже была отдельная тема. Кстати, насчет, я же тоже в велодвижении участвовал довольно плотно, и зимние походы до Викона были на пояс холода, а вышел на велосипеды, я как-то гуляю по городу, смотрю, мужик на велосипеде, там трюки какие-то делает, я ему, что там, рамокарбон, там туда-сюда, реклама такая была. Это оказался Олег Байко, тоже легендарная личность, он меня тут свел с Ильей Макаровым, этого хозяина заведения. Сразу же у него первый велосипед у него забрал, на следующий день я ему уже просадил раму, прикрутил впереди сиденье детское и уже тоже с первой дочкой своей катался.
Вторую раму я просверлил Арсену Томскому. Он увидел такую вещь, что сделаем такую вещь. И катали. Вот. Ну, собака, да, конечно, ржачная, это весело все. Ну, крошки остались там такие. Ну, с собой брали там печенье или что-то, печенье там какие выковырили, крупные, остальное высыпали ему. Конечно, он все ест, он здоровый такой, жрать. В чем, ну, не знаю, может, сразу подведу такие итоги для детей поход. Это вот, смотри, вот, одевает мокрые штаны, это же тоже как бы для девочки. Там, вообще вот эти путешествия, это же, грубо говоря, жизнь наша. То есть в чем она состоит? Это обеспечение быта, это подготовка, добыча еды, да, и чего-нибудь. И работа, да, какая-то. То есть ходить, куда-то идти, видишь гору и цель. То есть в городе ты этого как бы не достигнешь. Город твой быт удовлетворяет. То есть в магазине ты можешь добыть еду, с заводу бороться не надо, идти никуда тоже не надо. В этом плане, конечно, путешествие это здорово. Но это для городских. Кто в сельской местности живет, конечно, они уже готовы к жизни сами по себе. Тут приходится. Поэтому таская, ну я как называю, таская, конечно, с собой, за этим они сами уже справляются с какими-то трудностями тоже. Дойдешь до какой-то точки, спрашиваешь, что будем делать. Иногда такие вещи они подсказывают, которые сам бы не догадался. Но это они придумали, да, веревку на ту сторону. Я говорю, а к чему привязаться? Дерево спилим. Дерево спилим. Ну, некоторые все приключения можно было и проще, конечно, сделать, но хочется. Ребенку на самом деле до фонаря все эти красоты, все эти горы, им нужно приключение, им нужно какой-то экшен. Даже помню по синей, когда сплавлялся, то есть что-то ниже посмотри, какие скалы, какая красота. Ага, да. И дальше спать. То есть для них клады, для них пиратские там какие-то приключения. Ну, в индейцах. Обратите внимание, я никогда палатку не беру с собой. Я беру обычный тент. Тент, чем хорош, что, во-первых, я боюсь медведей, а когда в палатке лежишь, всегда там на обе стороны, по крайней мере, можно. И он тебя врасплох не достанет. А от комаров, я потом покажу ништяки, какие мы там используем. И чем хорош тент, во время ливня, например, если он тебя достанет, по ним можно костер разжечь, сидеть там. В этом плане удобнее немножко. Это мои фишки. Вы там поизобретательные, лучше помучиться, как говорил Сухов. Лепешки жарят, это же такой кайф. Вообще, просто представьте, да, если ребенок самостоятельно, ну, за свою походную жизнь раз 50 приготовил себе пожрать. То есть он уже не пропадет нигде. Он ни в каких общагах, ни в каких там... Он суп из топора с вами. То есть не надо там, за ним заботиться. Ну и мне как бы немножечко тоже, когда мы начинали с ними ходить, папа, что мы будем готовить? Я говорю, вон у вас котелок, у вас рюкзак полный продуктов, у вас еще что-то. Что хотите, то и варите. Мне вообще по барабану. Ну, конечно, не по барабану, а смотрю на это как я не знаю, как волчица. Мне же тоже там смотрят, когда щенки вырастают, да, притащат им какую-нибудь добычу, как они там с ней справятся. Конечно, что-то подсказываешь, что-то это. Давай. Это восточная Хандрия, дожди пошли. Дождь как раз прошел, она немножко скучилась. Ага, вот здесь, вот подробнее. Вот такой. Пошел экшен. Что? Нет, не вызряшно. Нет, назад немножко. То есть порог пропустила. Там единственный порог на этой. Ну ладно. Сейчас. Ну, примерно понятно.
Где-то мы в общей сложности дней 10 там были. Мы сплавлялись до Ханги, до самой Ханги сплавлялись, где мы зашли. Практически всю полную Хангу. Ладно, давайте. Примерно ясно. Я сейчас немножко поиграю в машину времени. Это, так сказать, это предпоследний поход еще был. У нас еще был последний, там уже посерьезнее. Там у нас чисто пешка была. Да, следующий тишка. После этого они все разбежались, у них уже что там, экзамены всякие, армии. Здесь, кстати, я потерял все свои карты, которые были у меня смыло, и мы еще хотели на какую-то вершину господствующую зайти. Но вот Рома тут закричал такой: вот, давай, убавь. Это у меня как бы дочка, 2 племянника и друзья, ну, детей. Нарожали мы, короче, все в одно время, и как бы приходится с ними. У многих же, да, у вас дети есть? Наверное, а кто таскается по походу? А кто берет еще друзей этих? Как правило. Меня всегда удивляло и немножко подбешивало, когда я со своими собираюсь, ну, тоже друзья, а возьми моего. Я такой, ну, а сами что-то не берете. Ну, время, там, работа, там, туда-сюда, ну, ты что? Один день в месяц не можете выделить, чтобы ребенка сходить. Я не знаю, я такой легкий на подъем. У нас любой движ. Там приехали какие-то вездеходы МЧСников, да, пошли смотреть, да какие-то там бабочки в музее, там, блин, еще что-то. Любая фигня, надо вперед. Надо развивать кругозор. Хотя я вступление хотел начать, все совпадения с реальностью случайно, не пытайтесь это повторить. Ну, поумничать тоже надо. Не знаю, ребенку надо как-то связывать. Чем больше он видит, чем больше он общается, вот я ее пускаю постоянно, да? Чтобы общалась, чтобы не стеснялась, там, если какие потом начинается, где-то в автобусе уехал куда-то, постеснялся там спросить дорогу и все такое. Целая куча проблем, а потом полгорода этого ребенка ищет, там милиция, там всякая фигня и все такое. Это, опять же, аналогия, какое-то сравнение с собаками. Видели, да, наверное, иногда по городу собака вырвется и несется по дороге. Глаза на закрытые, она всю жизнь просидела на цепи. Она ничего в жизни не видела. И, конечно, она и попадет там в передрягу фигню. Чтобы ваш ребенок в жизни никуда не попал, наверное, надо постоянно его куда-то таскать, чтобы он видел, чтобы его уже там ничего не удивляло в этой жизни. То есть это видел, там. Чем больше знает, тем крепче спишь. Да? Поэтому это такое мое мнение, я как бы не стесняюсь таскать и не считаю это какой-то обузой или проблемой или еще что-то. То есть они у меня уже там с 5 лет, Настя, потом становишься, где они втроем, если я покажу. С 5 лет они у меня уже там тоже были встречи на Шестаковке. Постоянно были встречи с МЧСниками, там, со старыми туристами. И мы тоже там все с детишками там вытаскиваются, ну они там все носятся, что-то там палатки, там, ну, интересно. Прибегают ко мне такие
ну, костер кидаются, говоришь, папа, спички кончились, да, еще? Я такой смотрю, вот вам еще 2 спички, больше не дам. И все, и уже у них начинается паника, шухер, кто-то что-то знает, кто-то что-то видел, надо бумажкой, надо щепочками, все. Ну, таким постоянно какой-то стресс вгонять такой небольшой. Ну что, конечно, просто решали, они делать за них. Вот даже последний раз мы туда приехали, там у нас был товарищ с 2 детишками, они там шашлыки жарят, там выпивают, мы там со своим приехали. Ну, те ходят как неприкаянные, лес, да, и все такое. Ну, блин, что там сложно, сразу пошел там, с машины достал чемодан, там все вытянул, наложил сюда ништяков, карту нарисовал какую-то, потом, смотрите, вот тут карта, наверное, главное назовет, а то все это, какие-нибудь, может, крышные кролики, ну, это такая фигня, ребенку же все, вот, самое вот это шоу нужно. Пускай мокнут, пускай где-то там голодают, пускай... Самая большая проблема, наверное, это вот это, когда включают бабушку, да? Когда там, накормить. У нас вообще же не детишек. А, вот это мне самая классная нравится фотография, это самый первый поход. Кстати, когда мы первые велопоходы были, мы туда приехали на Дободинский мыс, и там вот этот медведь был, вот, фанерный символ всемирной охраны природы и все такое. Я потом что-то сразу загорелся, детишек туда сводили. Ну, они у меня вот такие мелкие, да, 5 километров туда прошли. А я еще всю дорогу жучу, а там, наверное, медведи, там, да, ну, там что-то, каких медведей. Они потом в палатке были, я такой этого медведя с кустов достал, такой, ну, там смех есть. Это наши туристические слеты, песни, сами туда рассказывать. Ну, дети это весело, над ним прикалываться можно, ты сам удовольствие получаешь. Вот плывем мы с Ботуны, ну, там долго мы там были, дня 4 или 5, потом на Лену вышли тихонечко. Ну, а что, приколоться над ними, это, особенно те, кто служил мужиками. Эти оводы летают, такие большие, желтые мухи, такие зеленоглазые. Они их убивают, там, все такое. Я говорю, Рома, а муху съешь? Он такой, нет, я все хорошо. А если я тебе сникерс дам? А у вас же нет сникерса. Есть сникерс? А он, поверить не может, что 5 дней, 6 дней, да, и у меня сникерс остался. У меня-то сникерс остался, он всегда все запасы с собой, там, на всякий случай. И он такой, да ну вы обманываете, я что, обманывал когда-нибудь? Да ну, и все такие на него смотрят, на все говорят, шоу такой, Рома такой, точно дадите? Наверное, потом дадите. Я говорю, нет, сейчас я дам, обещаю. И он такой там мучается, поймал ту муху, оторвал от нее все лапки, почистил ее такой, я говорю, нет, он получится. Давай надо свежего. Поймал, сожрал. Сожрал он эту муху, слез из глаз, получил сникерс. Но как ни странно, поделил среди всех детей. Потом, конечно, где-то там дома проболтался, бабушка прибежала ко мне с кулаками. Что вы думал, там детей муха кормить там? Я говорю, ну, а Рома, что он, как нам тут? Ничего, сладкий, говорит, нормально. Ну, то есть он уже с голода не помрет. Это вот Денис освоил, когда он был на кафедре работал, да, военный. 23 февраля с Геной созвонился, Гена, можно в танках полазить у тебя там? Да, приезжай. Тоже же детишки классно. Веллеры тоже, Женя не даст соврать, на всех 1 мая. Причем тоже единственный, да, со своим таскался. А это самки. Еще когда не было латушек, обычную камеру, резиновый мешок, надул, и они у меня там лазили. Я посчитал, они у меня по 30, по 40 раз на эту гору забегали. Ну тоже вот, каждый в красной шапке, чтобы все своих видеть. Что там еще? Не знаю, что еще рассказать. Ну, короче, гекешевские клады тоже было модно. Гекешевские клады даже вообще было. Кстати, на Синей мы добывали гекешевские клады, на Олене, здесь по городу. Очень хороший маршрут, мне даже самому очень понравился. Мы прошли всю долину Туймаала и до Тектура. Ну, не за раз. Где-то выходили сначала с Маганом до Птички, нас там забирали. Единственное, что я этих родителей напрягал, чтобы они нам заброску сделали. То есть они нас утром отвозили, вечером забирали. Мы проходили, там весна, там
ручьи бежали там, они у меня там в этих полувоенных костюмах, еще игра компьютерная, сталкер появился, все на этом сталкере. Ну и под эту тему я все за... Что ты хочешь? Посмотрел? А? Безумно. Так, ну и пробегусь по вот этой тележке. Так сказать, тоже какой-то у меня опыт уже есть путешествия с детьми, и я вывел критический возраст, в котором с детишками проблематично уже начинать путешествовать. То есть, если им там мелкие, там, до года, до полутора, их можно таскать в пингурятники, да? Потом они становятся достаточно тяжелыми, но недостаточно мобильными. Так, сейчас покажу. То есть где-то с полутора там, до 4 лет с ними уже путешествовать сложно, потому что ножки еще слабенькие, за вами таскаться, а весят. Они уже тяжелые, то есть килограмм 15, там, 20, да, уже их таскать на себе сложно. Ладно, я потом расскажу про него. В интернете, как всегда, там увидел одну тележку, называется она Кикой. Сейчас модная тема выживальщиков, и они там, короче, на эти тележки таскают с собой в лес все, что там при случае там, ядерного нападения или там нападения зомби, чтобы выживать в лесу. И на этой тележке они таскают до 90 килограмм. Она полностью самодельная, я так посмотрел. Да просят меня веллеры. Построил я буквально там за 2 дня, взял велосипед, отпилил половинку, задний, то есть это задняя, кусок рамы задней вилкой, ну и поставил его там, что руль. Первый вариант у меня был с пластмассовым сиденьем, но мы по Приморью с ним погуляли, все нормально, единственное, она засыпала. А жесткое сиденье как бы недалеко, башка вот так вот болтается, все такое. Потом я просто взял какую-то детскую тоже коляску, отпилил от нее колесики, ну и сгибридил. Единственный минус это то, что она не раскладная, мне ее приходится разбирать на болтиках. Если, конечно, там по удобству, это единственный минус. Остальные все плюсы, то есть это по удобству, это мы любители, опять же, полазить по бухтам, по всяким, в Андреевке мы все бухты облазили. То есть каждый день, каждый день это километров по 7. На коляске, кроме ребенка, это все пляжные принадлежности, это металлоискатель, ласты, маски, что там, зонтики всякие, вода, фрукты. Но это килограмм до 40. То есть на себе это как бы уже удовольствие перестает быть тонным, да? Если все это таскать. А тачка, это покажу. Саша, твой звездный час. Сейчас она залазит, тогда я просто ее... Здесь обычный велорюкзак остался от моих путешествий. Тоже его приспособил куда-то. Довольно удобно. Разменял и пошел. Обязательно тормоз. Тормоз обязательно очень помогает. Ну и как безопасность. Это когда с горок спускаешься или вверх даже. Поднимаешься, раз где-то притормозить. Упереться. Как ни странно, чем больше груза, тем она остойчивее. То есть центр тяжести получается груза, она как не валяшка. То есть я потом приспособился вообще с одной рукой ходить, там где-то там нос почесать, голова убить. Все такое. Давай, Вася. Вася. Так, Вася, я еще покажу. Можно попробовать? Ага, сейчас. То есть, в принципе, можно было любую коляску
по ништякам, что хочу сказать, это по вот такие штуки, кстати, для веллеров тоже и для туристов. Берите с собой липучку. Весит ничего. Очень удобно что-нибудь быстренько фиксировать, особенно там на велосипед, в храме, особенно всякие палки, удочки, не веревочки вот этими, которые путаются, и вещи. Ну, про карабинчики, ладно. Так, и ребенок здесь. Да, я покажу. Детишками я всегда таскал вот эти, ну, так, кроме всего стандартного, это плащ-пончо, пончики они их называют, пончики. Чем он лучше дождевика, тем, что можно сверху накрыть вместе с рюкзаком, и ты не потеешь под ним. Потому что если дождевик и сверху рюкзак хотите, тогда спина будет мокрая однозначно. И чем второй момент, они вот так соединяются, когда мы в катамаране четвером сидим, мы их соединяем между собой, тогда получается как головы такие торчат, все остальное закрыто. И второй момент, это вот эта сеточка. То есть мы спим под навесом, они спят в спальниках и просто на лицо от комаров накрыли, то есть если жарко, все такое. Также в нем удобно, как пишут в уставе, отправлять естественные надобности комфортно. То есть комары вам не дают нормально сходить. Вот так сел, расстелил вокруг себя. Ну ладно. В общем, еще хочу подвести итог, так сказать, всего этого. Детишки у меня уже как бы подросли. Дочка в последний поход, я офигел, когда она вытащила из рюкзака сборник задач по ЕГЭ. Мы в горы идем, я такой, блин, как что? Ты же возьми, взяла, Саша, взяла с собой лишнюю там сгущенку, тушенку там, или еще что-нибудь. Нет, у нее учебник. Она поступила в Московский лингвистический университет, у нее был наивысший балл по ЕГЭ. Это вот среди всех там москвичей и все такое. Юридический какой-то, ну какой-то страшный институт. Потом уже после первого курса она съездила в Америку по программе, там Travel, что-то такое. Причем сама все эти там документы, все составила, все сделала, я ей только вот на билет деньги дал, я даже не знал, что, куда, что. То есть 2 раза она уже съездила в Америку, сейчас она отучилась, правда, хотела бросить уже этот университет чертям, ну кое-как. Я просто сказал, что у нас тут больше диплом, чем знания нужно. Ну сейчас свое дело, у нее там сайты какие-то там рисует, или презентации, даже не знаю, чем она там занимается, живет в Казахстане. В Дубае ездит, все такое. Не знаю, я вот общался с бывшей женой, и она такая, ну сейчас в наше время, так сказать, трудное. Она пишет, не знаю, что со мной будет, я там за всех переживаю, за кого я спокойно, это за Танюшу. Я всегда не понимала тебя, нахрен ты их таскаешь, там нахрен человека, к чему ты их готовишь, там какого-то этого. Я говорю, ничему не готовлю, я просто, а может и готовлю. Просто интересуюсь. Ладно, это Рома, он тут, поставь туда Артема. Так. Артемка механик, машины ремонтирует, 15 лет он уже папе машину сделал, причем полностью разобрал. В 17 лет он собрал свою первую гоночную машину, через 2 месяца ее разбил. И, короче, вот эти все машины, гонки, стритрейсеры, ну, то есть он в таком плане. Она там такие красивые у нее такие гоночные. Ромка лыками. Ну, примерно так.
таскайте детей и будьте индейцами, потому что, как пелась песня, настоящему индейцу завсегда везде ништяк. Делиться с вами мыслями и размышлениями, как веселое детство с досугом в природных джунглях воспитало и подготовило жизнь в каменных джунглях. Постараюсь быть кратким. У нас было обычное детство, когда только начиналась эпоха доступности компьютеров и телефонов. Мы жили в частном доме, и по соседству с нами жил наш дядя, тот самый замечательный сосед. Он любил собирать нас с нашими друзьями и водить в походы. Это было шикарно. Подготовка рюкзака, сбор еды, настрой перед предстоящим испытанием. Каждый поход имел тематический сюжет и поставленные задачи. Всегда походы проходили насыщенно, весело и динамично. Выполнение задач оставляло отпечаток впечатлений. Но и куда же без реальности в виде погодных условий, настроения, утреннего настроения и мыслей. Да на кой черт вставать в такую рань, ради чего? Сложности маршрута, прохождение пути от привала к привалу. Но, находясь наедине со своими мыслями во время пути, грело удовлетворение от возлагавшейся ответственности и чувства выполненного долга пройти маршрут, и финальной посиделки перед костром с шутками, едой и, конечно же, приятной усталости после прошедшего маршрута. Каждый поход был не похож на прошлое, тем самым наполнял детскую память большими и яркими впечатлениями. И каждый поход — это испытание характера, воспитание волевых качеств, чувство ответственности и преодоление себя. Обучаясь в педагогическом колледже, когда на парах по педагогике мы разговаривали про воспитание детей, я с радостью вспоминал походы и понимал, сколько важных качеств я приобрел, которые помогают мне справиться с трудностями, где бы я ни оказался, и что бы мне не предстояло пройти сейчас в процессе жизни в каменных моих джунглях. Спасибо большое родителям за воспитание и поддержку в занятиях этих ремеслом, и отдельное спасибо проводнику, сталкеру, дяде Сереже. Всем привет! Меня зовут Лиля, сейчас мы тут немножко настроим, переключаем ноутбуки. Вы с федерации, про федерацию немножко расскажите. Про федерацию велоспорта России. Про федерацию я вам ничего не расскажу. Моя тема сегодня называется «Как взять с собой ребенка и не пожалеть об этом». Ну, я вообще, для тех, кто меня не знает, тоже занимаюсь велотуризмом, тоже активно хожу в походы, также сама собираю группы, вожу их. Ну и кроме этого являюсь мамой двоих детей, и поэтому тоже их включаю в эту всю движуху, вожу их с собой. Начала уже достаточно давно. В общем, еще до рождения детей, как меня привлекала вот эта вот вся палаточная жизнь, вся какая-то движуха, автопутешествия, сплавы, велосипеды, пешие походы. И вот когда родился мой первый ребенок, получается, уже в 7 месяцев мы отправились в наше первое автопутешествие по Алтаю. Давай сразу дальше. Дальше это я уже тоже рассказала. И вот, собрав уже весь свой опыт, могу поделиться вкратце, дать какую-то рекомендацию, как можно начать отправляться с детьми. Итак, моя тема, называется «Как не пожалеть о том, что вы взяли с собой ребенка». Как вы думаете, почему вы можете пожалеть о том, что вы берете с собой ребенка? Все правильно, потому что вы ожидаете от него хорошего поведения, но этого не будет. Не ожидайте от него ничего, а может случиться вообще буквально что угодно в этом походе, просто наслаждайтесь. Если все хорошо, все отлично, если все плохо, просто решаем проблемы по мере их поступления. Итак, какие же особенности могут быть? Это возраст ребенка, младенцы. Младенцы — это вот самый идеальный возраст,
когда вы можете взять слинг, привязать ребенка к себе, идти тут же его кормить. В общем, он не так сильно повлияет на продолжительность маршрута, не так сильно может испортить вообще вам все эти приключения. А вот с 2 до 5, как уже вот говорил Сергей, это самый проблематичный возраст, когда ребенок вроде как и идет, может уже идти куда-то, но в любой момент он может остановиться, сказать, я дальше не пойду, там увидеть какой-нибудь красивый цветочек, травку, упасть и все. Ну и устать он может. А весит он достаточно уже много в этом возрасте, чтобы его таскать как бы с собой на руках. Вот. Кто-то придумывает тележки, замечательный вариант. Но и для остальных вот есть еще другие средства переноски. Нужно обязательно их учитывать, потому что в любом случае весь маршрут там ребенок не пройдет. Об этом мы расскажем позже. Ну и вот, с детьми, конечно, вот повышенный комфорт, больше вещей, меньше маршрут. И, я как уже говорила, не ждем никакого результата. Давай дальше. Что? Назад чуть-чуть. Подожди, там что-то было еще? Нет, да? Все, дальше тогда. Вот самый простой вид путешествия – это автопутешествие. Это тот вид, в котором можно взять вообще максимум вещей, все игрушки, там все вещи, и ребенку там будет вполне комфортно. Нет никаких проблем с погодой, дождь, снег, все, спрятался в машину, все прекрасно. Начинать тоже нужно, конечно, с малого, по чуть-чуть выезжать. То есть мы первый раз мы съездили на Иланку, переночевали там, увидели, что ребенок комфортно переносит машину, он там, в принципе, спал всю дорогу, и после этого, там, буквально через неделю мы уже поехали на Алтай. Питание, про питание тоже нужно подумать, во-первых, наши дороги не все питание переносят, и были такие случаи, когда по той же нашей дороге Ярости в районе Чурупчи лучше много не есть, как выяснилось. И лучше вообще делать остановки, почаще гулять, и те же перекусы делать на улице. Погуляли и поехали дальше. Тогда вот было все идеально. Развлечения, игрушки и так далее, но иногда вот, когда все игрушки надоедают, очень интересно наблюдать за детьми, как они из подручных средств придумывают себе игрушки. Из тех же там салфеток они могут там изображать, что это там рыбка, начать рыбачить и так далее. Ну и вот основные перегоны мы, конечно, делали во время сна, старались это делать. Естественно, чем старше ребенок становится, тем меньше он спит, там уже, и развлекается. Давай дальше. Что там происходит? Там придумай что-нибудь, там их много стоит. Не, как будет. Во. Ладно, я расскажу вам тогда про косу. Все, пошло дальше. Вот, сплавы. Следующий, мне кажется, тоже по легкости своего путешествия это сплавы, потому что физически ребенок тут практически не работает, если, допустим, мы соблюдаем вот такие главные условия. Это несложные маршруты, у нас в Якутии есть самая простая река, это Ботума. Вот я на ней несколько раз была уже с детьми, и с одним, и со вторым. И такие же мы выбираем там в других регионах. Вот мы были на Урале, там была река вообще идентичная с нашей Ботумой, это река Ая, там также 3 дня мы сплавлялись. Вот, несложные маршруты выбираем безопасное средство сплава, это катамаран. Спасательные жилеты, это не обсуждается, обязательно должны быть. И вот главное условие минимум 2 гребущих, потому что дети, они хоть и гребут, но они обычно больше, конечно, мешают, чем вообще помогают. Поэтому 2 человека нужны, которые вырулят в любом случае. Ну и развлечения на катамаране, получается, дети особо не напрягаются, и им нужно чем-то развлекаться. Можно им дать весло, но главное следить, чтобы они его не утопили. Рыбалка, тоже следить, чтобы они не проткнули катамараны. И они, в принципе, вот у меня ребенок, здесь ему 4 года, он первый раз отправился на сплав, и тогда он первый раз поймал свою первую щуку.
Вот до сих пор ее вспоминаем. Игры в города, слова, загадки. Также мы даже брали с собой гитару и пели прямо на катамаране. Вот, ну и в любых местах, те же вот автопутешествия, сплавы, всегда бывают какие-то пешие радиалки, ну и вот походы куда-нибудь в горную местность, да? Нужно, конечно, продумать, сколько в состоянии пройти ребенок, сколько это займет времени, но в любом случае, если вы даже там по городу можете с такое расстояние пройти, должны знать то, что ребенок маленький, там от 2 до 5 лет, он может не пойти дальше, и поэтому в этих случаях нужно применять средства переноски. Давай дальше. Какие бывают средства переноски? Вот я уже говорила, слинг с рождения, вот мы им не пользовались, потому что у меня оба ребенка родились зимой, и мы как бы летом к летнему походу мы уже стали пользоваться эрго-рюкзаком. Это вот мы на Алтае с сыном ходили, мы поднимались на каменные грибы, это в районе долины реки Чулышман. С дочкой мы также здесь ходили и в районах, ну, в окрестности города Якутска, на те же Китиме, на Еланке, там все вот это вот мы в эрго-рюкзаке спокойно ходили. Дальше, когда дети уже подрастают, вот существуют такие разные переноски. Вот это вот достаточно бюджетный вариант, вот этот вот Terra Baby. На большие расстояния, конечно, и на несколько дней с ним не пойти. Но, допустим, в какую-то радиалку сходить вполне возможно. Вот это вот мы на Байкале ходили, поднимались на мыс Святой Нос. То есть в какое-то время ребенок может идти сам, когда устает, садится в этот рюкзак. Она плотно, получается, прилегает ко мне к спине, все привязывается. Внизу есть такая сумочка, куда можно сложить перекус на 1 день. Ну вот в течение дня, допустим, у нас маршрут получился на целый день. Потом дальше, когда начались уже камни, сыпуха, все такое, она уже хоть и хотела идти сама, я ее все равно пристегнула, засунула в рюкзак и спокойно, уже не боясь о том, что она там где-то свалится, мы вот поднялись на крест на Святой Мыс. Вот такой вот есть еще комфортный рюкзак для дальних походов, он предназначен, вот детуровский. Я его брала, когда мы ездили в Тампонский район, ходили, тоже там недалеко, я его затестила. Я такой не покупала, но могу сказать, что он вполне комфортный. Мы его там опробовали. Во-первых, есть вот эта вот подставка, когда очень удобно снимать самостоятельно ребенка, и ребенок там сидит не прижатый, у него не скованное движение, он может там шевелиться. Ну и, соответственно, сам рюкзак, он очень похож на обычный туристический рюкзак, его удобно нести на спине и удобно нести достаточно продолжительное время. В этих рюкзаках можно носить ребенка, по-моему, даже с 1 года, ну, с 1 до 5 лет. Комфортно можно переносить. Единственный его минус, то что он не компактный. Если прошлый рюкзак, который был у меня, я его просто сворачивала в трубочку, складывала в свой рюкзак, там, куда-то там закинула, и он особое место не занимал и не мешался, то это вот уже полноценный рюкзак, который занимает приличное место. Ну и самый интересный вариант, конечно, для путешествий – это беговел. Вот в окрестностях нашего города мы очень много ходим в пешие походы, велопоходы, в беговельные походы, в основном вот в однодневные. И беговелы, вот это и идеальный вариант, то что по нашим сопкам, по невысоким, где есть тропинки, где есть дороги, очень хорошо можно разнообразить тот же пеший поход. То есть ребенок сначала едет на беговеле, там устает, надоело его. Он с него слазит, мы берем этот беговел, пристегиваем к своему рюкзаку и идем дальше спокойно. Ребенок устал, ему надоело, он опять садится на беговел. И с беговелом, конечно, увеличивается скорость. Очень прилично она увеличивается, что ребенка периодически приходится догонять, потому что он убегает вперед. Вот это и разнообразие, и вот по нашим дорогам это действительно идеально. Вот это вот Табагинский мыс, вот таким образом мы спускаемся. На крутых спусках, конечно, и подъемах, приходится брать беговел. Вот я его пристегиваю к рюкзаку, и мы за ручку спускаемся вниз. Ну и самый сложный, конечно, из всех походов, я считаю, это велопоходы. С технической точки зрения, потому что нам нужны приспособления, то есть сам велосипед, потом все продумать, шлема там, и самое главное вообще научить ребенка кататься на этом велосипеде, прежде чем брать его в поход.
Вот, я вообще рекомендую выезжать в группы, потому что вот я, например, собираю некоторые группы с родителями, с детьми, выезжать уже после 6-8 лет, когда дети уже точно спокойно могут ездить на велосипеде. Ну и до этого времени желательно, конечно, потренироваться самим, узнать, как ребенок вообще справляется, как он ездит, какие расстояния проезжает и так далее. До этого возраста, до 6-8-летнего, конечно, тоже хочется выезжать с детьми в велопоходы. И существуют, значит, такие... На чем можно ездить? Во-первых, нам нужно будет беговел, велокресло, велосипед и их комбинации. Вот это вот мы ездили вот таким вот образом компанией, то есть ребенок сидит в кресле, у нас тут мы еще умудрились его прицепить сверху на велоштаны. Тут же у нас с собой беговелы, кто-то на беговелах, кто-то на велосипедах. Давай дальше. Вот комбинация велосипед и велокресла. Это самая простая комбинация, то есть посадили ребенка и поехали. Какие бывают велокресла? Вот у меня, допустим, было велокресло, вот оно, хамак слипер, цепляется назад на подседельную трубу. Ограничение по весу у него 22 килограмма. Ну, где-то лет до 5 максимум можно ездить, да? Это как бы универсальный, оптимальный вариант такой. Но бывают еще такие варианты, как вперед садить ребенка. Здесь ограничение меньше, то есть до 15 килограмм. Но если бы даже оно было и больше, большого ребенка вести впереди, мне кажется, это просто неудобно. Но один из плюсов это то, что свободен багажник, куда можно нагрузить вещи. Здесь вот уже проблематично нагружать и ездить куда-то, допустим, в многодневные походы с ребенком. В этом случае лучше, конечно, иметь с собой какого-нибудь товарища, не обремененного детьми, и загрузить его вещами. Вот, существует еще велокресло до 35 килограмм, это до 10 лет, но я не вожу детей в этом возрасте, я как научила их ездить на велосипеде, пожалуйста, езжайте дальше сами. Я таскать не буду такую тяжесть, но вот если у кого-то есть желание, вот такие вот кресла существуют. Давай дальше. Вот отличный вариант, про который я уже рассказывала, да, это беговел. Вот такая комбинация велосипед, велокресло и беговел. Также мы ездили вот в такие походы. Вот этот вот беговел, который был у нас, он весит всего 2,9 килограмм, достаточно немного. Ребенок может в небольшие какие-то подъемчики даже его заносить сам. Тоже та же ситуация, то есть ребенок едет на беговеле, мы потихонечку едем на велосипеде. В принципе, с такой скоростью вполне реально ехать на велосипеде, с такой небольшой. Ребенок устает, мы садим ее в кресло, и вот сзади можно вот любыми стяжками прикрепить к креслу этот беговел, и он не будет абсолютно мешаться, можно также и ехать. Долго ребенок в велокресле просто не может сидеть, ему тоже надоедает сидеть, и вот для разнообразия размять ноги, сесть на беговел – это идеальный вариант. Ну и детские велосипеды. Вот наш, получается, велосипед Интрина на 16 колесах, он весит всего 6,2 килограмма, тоже легкий велосипед. Я, кстати, умудрялась даже садиться на велосипед. У меня было сзади велокресло, мы ехали вот с дочкой, когда она уставала, она садилась в велокресло, потому что я дочку научила кататься уже в 6 лет на велосипеде. Этот велосипед тоже умудрялась цеплять также и к креслу, и на руль, но это, конечно, уже достаточно тяжелый вариант. Так, на раз больше не стоит. Вот. От 4 до 6 лет, когда мы выбираем велосипед, лучше не выбирать велосипеды со скоростями, потому что это им абсолютно еще не интересно, они не будут этим пользоваться, им главное научиться крутить педали, уже это большой плюс. Минимум какой-то навески, чтобы он был максимально легкий, потому что в те же небольшие подъемчики у меня дочка тоже свой велосипед спокойно вот этот вот затаскивала сама. Вот. Главное условие, чтобы он был компактный и легкий. От 6 до 9 лет ребенку, вот старшему сыну, да, уже своему, я уже брала велосипед, вот он внизу, формат 20, у него 7 скоростей, этого вообще достаточно для того, чтобы начать, чтобы ребенок уже начинал привыкать к такой скорости и учился их переключать. 7 скоростей тоже достаточно, чтобы подняться в какую-то небольшую горку и чтобы разогнаться нормально по прямой. Вот, с 9 до 12 лет, сейчас моему сыну уже 11 лет, мы ему уже приобрели обычный взрослый
горный скоростной велосипед, это рама S уже достаточно подходит. Вот. И когда мы организуем походы, когда мы куда-то собираемся с детьми, не забываем о правилах дорожного движения. Мы не забываем, что детям до 14 лет выезд на проезжую часть запрещен, и маршруты мы в основном прокладываем все по проселочным дорогам. Но до наших проселочных дорог еще нужно как-то добраться. Поэтому мы выбираем два варианта обычно. Это тротуары, либо это заброска. До каких-то мест, допустим, до Хатынуряха, мы спокойно можем доехать по тротуарам. Там позволяет тротуары это сделать. А куда-то далеко, допустим, у нас вот был поход там, с Владимировки до Табаги, туда уже далеко добираться, в принципе, по тротуарам. Там, пока доедешь до Владимировки, уже поход закончился. Поэтому мы организовывали заброску. Машины, там, грузовички. Вот у нас был вариант, когда мы в грузовички сгружали все эти велосипеды, а сами на автобусе ехали до Владимировки. Там мы их выгружали, садились на велосипеды и ехали уже по проселочным дорогам дальше. Вот, выезды с ночевкой как раз. Вот как раз вариант изображен, когда можно поставить велокресло и загрузить себя вещами. Но я так не делала. Это реально, это можно, но оно не стоит, конечно, того. Лучше взять кого-то, кто возьмет с собой вещи, если у вас кого-то нет. А у нас, как правило, в походах бывает, что не на одного ребенка 2 родителя, а на одного родителя 2 ребенка. Вот это вот самая распространенная ситуация у нас бывает, и мы организуем заброску. Год назад я еще не все рассказала. Мы, значит, организовывали заброску, вот про тот же поход расскажу, когда мы ездили в Владимировку, получается, выгрузили там велосипеды, мы на них сели, взяли с собой на целый день вещей, перекус, еду там для приготовления в маленькие заплечные рюкзаки и отправились в сторону Табаги, мы проехали по полям. Вышло у нас примерно 20 километров один день, и 20 километров был второй день уже по Табагинскому мысу. И на место ночевки нам уже на грузовичке подвезли весь наш бутур. Все наши палатки, спальники и так далее. Вот такой вот у нас был поход с заброской, практически с сопровождением. Вот, ночевки в палатке, хотелось бы еще на этом остановиться, но вообще все дети, мне кажется, у меня не было, там, не встречался ни один ребенок, которому бы не нравилось вообще ночевать в палатке, потому что это, им просто интересно, да. И самое главное здесь это у нас обеспечить тепло и комфорт. Для этого существуют спальники. Общий спальник или отдельный, пока ребенок был маленький, где-то лет до 3, наверное, мы спали в общем спальнике. Потом мы стали состегивать 2 спальника. А позже я уже задалась вопросом приобрести отдельные спальники. Я искала и нашла вот тоже детуровские спальники, которые были именно детские. Они были маленькие, легкие, комфортные, но все вот эти вот детские спальники, у них у всех температура комфортная, летняя, там плюс 20. А мы с детьми ездим, там, допустим, на тот же Алтай, где может быть и 0 случится. Поэтому, не найдя такой спальник и увидев такую идею, тоже продавался один такой спальник с замком, то есть, который растет вместе с ребенком. Я поняла, в принципе, смысла нету переплачивать, можно взять обычный, хороший, теплый спальник и заворачивать и подвязывать его по росту ребенка. В общем, мы вышли из этой ситуации так, и у меня у каждого ребенка сейчас уже по комплекту есть. И еще я нашла такую штуку отличную, это вот каталитическая грелка. Во все детские походы я беру с собой, но уже даже не в детские походы, уже сама ее беру с собой, залила бензина в нее, она абсолютно не воняет, ложишь в спальник, 8 часов тепла. И вот с ребенком мы когда ездили на Алтай с маленьким, у нас ночью был 0. Все было комфортно, никто не замерз, все было прекрасно. Вот, походный быт и еда в походе. Вообще, у меня дети иногда даже просились в поход ради походной еды. Они хотели макароны с тушенкой, они хотели пожарить сосиску. И вот в последнее время у нас пошла мода на маршмеллоу. Мы едем в поход для того, чтобы есть с детьми. И в походе всегда обязательно не просто отправлять детей, нужно им давать какие-то задания.
можно там их тоже назначить. Там, ты ответственный, допустим, у меня ребенок ответственный был за дрова, ответственный за костер сын. Он там собирал всегда хворост, все, приходил, это была его задача, и разжигать костер. Также вот каждому ребенку можно давать какие-то задания. Там у меня дочка, допустим, ходила за водой, набирала. Когда мы были на сплаве, ребенку было 4 года, мы ему дали ответственное задание, он отвечал за столик. Только он, никто не мог трогать этот столик, он с катамарана его доставал и приносил. Это его было важное задание. Ну и проблема, которая нас ждет всех, это комары и мошки. Если мы можем потерпеть, то потерпеть комаров, мошек и еще и орущего ребенка, которого покусали комары и мошки, это уже тяжелее. Поэтому желательно, вот у меня у детей вот такие вот шляпы на комарнике бывают, защитная одежда, ну и всякие спреи, там, ванили, все такое. Вот смена места, один раз у нас была такая ситуация, нам сказали, что на Байкале не бывает ни комаров, ни мошек. Мы поверили, ничего с собой не взяли, и в одну прекрасную ночь нас закусали, причем как закусали, там были такие мелкие мошки, которые пролетали сквозь вот эту вот сеточку, которые пролетали в палатку там, и мы эту ночь провели полностью, застегнув всю палатку, кое-как переночевали, и на следующий день мы просто сбежали в другое место, мы вышли на берег, там, где никого нету этой живности. Ну, в общем, это вот в районе Байкала, вот в районе Святого Носа, вот есть вот одно единственное место, где водятся эти какие-то мошки, комары непонятные, в общем, туда не ездите. Ну и вообще, зачем мы берем с собой детей в поход? За впечатлениями. Дети, на самом деле, они вот все помнят, они учатся, и они многому учат нас, как вот находить там какие-то интересные вещи из ничего. И в то же время мы им это показываем, они запоминают, учатся. Вот, и мы очень долгое время, получается, с детьми путешествовали сами, я там и 2 моих детей. И в один прекрасный момент сын, когда ему было уже, наверное, лет 6, он мне сказал: ну, скучно с тобой, мама? А в поход ходишь? Хочу в поход. Ну, давай-ка возьмем с собой компанию, там, ровесников твоих каких-то возьмем, пойдешь? Да, тогда пойду. И в тот момент у меня появилась такая идея звать своих знакомых, там, друзей знакомых, там, я вот через соцсети начала как-то привлекать других детей. И когда вот у нас состоялся первый такой поход, и я увидела то, что у меня ребенок там, который через 2 километра уже говорил: я устал, я хочу домой, там, в предыдущем походе, когда мы ходили сами, вдруг начинает помогать, там, тащит свой велосипед, затаскивает наверх на сопку, тут же спускается, берет там как своего нового друга велосипед и тоже затаскивает. Я просто поняла, что я вообще могу в походах отдыхать, они как бы сами начали друг с другом общаться, он начал там свои какие-то там делиться своим опытом, учить других детей, как там, что надо. Ну, в общем, это стало достаточно интересно, и все наши последующие походы после этого стали коллективные, мы стали приглашать уже других детей. Вот, и случился все равно тот момент, когда ребенок сказал, что ему и с другими детьми уже стало неинтересно. В общем, мой старший сын — это просто двигатель наших походов. И после его такого заявления, когда у меня уже, получается, на следующее утро был назначен этот поход, уже собрались несколько семей, и он говорит, что ну я не хочу, мне скучно. Я его спросила: а ты пойдешь, если там будет какой-нибудь клад? Он говорит: конечно, пойду. Ну и все, и в тот же вечер я придумала какой-то квест, написала записки, пришла, и уже по ходу в процессе этого похода там я спрятала клад, раскидала записки, достала им что-то, вот, и было, конечно, очень интересно. Ну и после этого у нас очень многие походы приобрели какую-то специфику, какие-то игры, какая-то тематика была. Вот это вот, допустим, мы ездили на Ботуму, но там уже вот все дети были такие от 8 до 13 лет. У нас там был пиратский квест тоже. Заранее я его уже тщательнее намного дома подготовила, там на месте мы спрятали клад. И вот традиционно уже 2-й год мы проводим Хэллоуин. Вот, это, конечно, новые впечатления для детей, и это просто мотивация вообще позвать в поход любого ребенка. Если вы хотите взять его в поход, скажите, что там будет квест, что будет какая-то игра, будут призы, будет клад и все, и он точно пойдет туда.
Ну, все, на этом все. Вот мои контакты. Если хотите, можете подписываться. Там я очень подробно обо всем рассказываю, много всего интересного. И также я там могу приглашать в походы. У нас также вот есть, Женя, про которую я говорил, группа, вот наше название, «Велотуры Якутск». Там у нас все походы тоже, и очень много статей интересных, все будут анонсы, куда мы там соберемся, велопоходы, там, в детские, во взрослые, не знаю, там еще что будет, все. Запоминайте и давайте присоединяйтесь к нам. Всем спасибо. Спасибо, Лилия, очень интересно. Но сегодня вообще рассказчики супер. Есть вопросы к Лилии? Контакты сфотографировали? Если будут вопросы. Ну, теперь есть вопрос, да? Теперь настал, тут должна быть барабанная дробь. У нас есть настоящий барабан. Кто будет барабанить? А дети же есть. Надо громко барабанить. Да. Лотерея. Вот теперь лотерея. Я говорю, сейчас. О, попросим наших маленьких гостей. Так. Скажи, пожалуйста, Сергей. Сергей у нас умелец, мастер, как говорят, золотые руки, мастер на все руки. Чего только он не делал. Помните, я говорю, дневники. Вот там он выкладывал, что он делал. Он, баня, бочка. Ну, чего только не было. И вот касательно наших походов, когда мы ездили на слет, на Ботому, на водный слет туристов, вот Сергей нас доставлял, груз буток доставлял на своей машине, какой-то усовершенствованной машине. На вид это был обычный автобус, ну, на мой женский взгляд, а на самом деле там на базе чего-то там, да, 66-го, да? Вот. Ну все. И вот Сергей сделал собственноручно. Пару лет назад тут было... Пару лет назад тут какие-то конкурсы проводились, да, какая-то по приспособлениям для строганины, для строгания рыбы, там какие-то планочки, как-то они назывались, там мастурбалы, как-то болтурмасы, там еще что-то. Мне это ничего не понравилось, я психанул и изобрел свое, назвал его обырвалка. Как это делается? Это преимущество, так сказать, я считаю, моей доски в том, что в отличие от строганины, которую строгают на газетку, куда-то все падает, потом с этой газетки все это на тарелку, тарелка фарфоровая, с нее все тает. Деревянная тарелка, на которую стружка симпатично ложится, вот эти вмятинки для соли, перца, майонез ложим, и квадратная дырка, в которую мы вставляем рыбу, вот так, головой вверх. И строгаем, стружки падают прямо Да, на поверхность. и красиво, и удобно. Сейчас мы разыграем. Саша, Барабанная дробь. уже достала? Да, достала. Номер 20. Номер 20. У кого номер 20? Посмотрите свои билеты. Номер 20. Надо сделать фотографию. Если честно, это я первый раз в жизни что-то выиграла. Я вообще никогда ни ручку, ни какую бумажку не выиграла. Фото, как передаете из рук в руки. О, супер приз. Ну теперь, дорогие друзья, спасибо большое Никифорову Евгению. Спасибо большое Сергею Комкову. Спасибо большое Лилии, где она Лилия? Вот, Лилии Гудковой. И теперь попросим
давайте споем нашу песню. Постоянно всему учу. Чему-то и продемонстрирую, чему научил. Спички детям не игрушки, а сосок не веснушки. Ну, понятно, да? Спасибо. Барабанишь? Ниля. Жестко барабанишь. Как песня, всю песню. Не просто, а именно так песня. Как зовут? Вот какие шагали дали, что не очень-то и дойдешь. Мы хорошей дорогой не ждали, и вперед и снег и дождь. Вот и реки вдруг переходим, а потом костра сидим. Мы туристы, наша крыша, небо света утрамали. Мы туристы, наша крыша, небо света утрамали. Нас окружают высокие горы, а в волнах теряется след. Мы туристы совсем не обжоры, но мечтаем о супе побед. Развернули рюкзак тяжеленный, но никто из нас никогда не забудет, что наши походы — это полная ерунда. Не забудет, что наши походы — это полная ерунда. Попали, да? Только вдали от план комфорта, ты узнаешь, что значит жить. Негодованный за всех разговоры, не устанешь благодарить. Все туристы родные люди и придут на помощь всегда. Ведь наша братство — это сила, которая с нами навсегда. Ведь наше братство — это сила, которая с нами навсегда. Ведь наше братство — это сила, которая с нами навсегда. Ведь наше братство — это сила, которая с нами навсегда. Спасибо всем большое, что пришли на наш огонек. Теперь хочу объявить, что у нас остается одна турсреда. Следующая среда будет на тему «Все о горе Победа». О начале, когда открыли гору Победа, когда назвали, и про походы, про которые мы знаем на горе Победа. А сейчас прошу всех на традиционное общее фотографирование, и на этом у нас встреча закончится. Бегом! Быстро, автобусы уходят. Песни оставляем на стульях. Встаем плотно, 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 плотно. Как на советский хор. Вот так, плечом к плечу все. Вот сюда, в центр, в центр, в центр. А, вот. Вот. Или плотнее, 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 плотнее. А то вы не помещаетесь. Ага, плотнее. О, как хор. Ага, во. Плечом к плечу. А кто здесь будет? Да, мама. Евгений где? Расскажи. Евгений,